Глава 3. Первая Голгофа. Эпиграф. Ученые сажали ученых. Лев Гумилев. После эпохи свободных скитаний по стране в 1934 году Лев наконец поступает на истфак Ленинградского университета. Истфак, кстати, только что был, что называется, восстановлен. Его закрывали в начале 30-х годов. Сбылась мечта юного Гумилева? Да, но очень ненадолго. В 1935 году по постановлению студенческой комсомольской ячейки антисоветский человек Лев Гумилев был признан недостойным обучаться в Советском университете. Время было суровое. И удивительно, что дело не обернулось гораздо хуже. В 1934 году был убит Сергей Миронович Киров. Я смутно помню факельное, кажется, шествие в Ленинграде, черную-черную толпу в мрачный, страшно темный декабрьский вечер, освещение в ту пору и всегда-то было скудным, толпу, которая перетекала с улицы Куйбышева на Троицкой, еще не Кировской тогда, мост, и устремлялась куда-то к центру или на вокзал для прощания с Кировым, которого любили. Большой дом с полностью новым начальством, старое было снято лично Сталиным и репрессировано сразу, показывал свое рвение в расчистке опального города от троцкистско-зиновьевских элементов. Конечно, Александр Солженицын сильно погрешил против истины, утверждая, что расчищена была четверть населения города. Но интеллигенция ощутила удар сильнее всего. В августе 1935 года был арестован и Лев Гумилев. Но это еще не было Голгофой. Все мы оказались в большом доме, вспоминает сам Л.Н. в новом здании областного управления НКВД на Литейном. Это огромное административное здание, построенное на месте окружного суда, сожженного еще в дни февральской революции. Конечно, все арестованные были тут же объявлены членами антисоветской группы. Правда, в это время никого не били, никого не мучили, просто задавали вопросы. Но так как в университетской среде разговоры велись, в том числе и на политические темы, то следователям было о чем нас допрашивать. Ахматова поехала в Москву. Через знакомых обратилась к Сталину с личным письмом. По словам А.А., она передала его через Сейфуллину. В этом письме говорилось: «Глубоко уважаемый Иосиф Виссарионович, зная ваше внимательное отношение к культурным силам страны, и в частности к писателям, я решаюсь обратиться к вам с этим письмом. 23 октября в Ленинграде арестованы НКВД мой муж, Николай Николаевич Пунин, профессор Академии художеств, и мой сын, Лев Николаевич Гумилев, студент ЛГУ. Иосиф Виссарионович, я не знаю, в чем их обвиняют, но даю вам честное слово, что они ни фашисты, ни шпионы, ни участники контрреволюционных обществ. Я живу в СССР с начала революции. Я никогда не хотела покинуть страну, с которой связано разумом и сердцем. Несмотря на то, что стихи мои не печатаются, и отзывы критики доставляют мне много горьких минут, я не падала духом. В очень тяжелых моральных и материальных условиях я продолжала работать и уже напечатала одну работу о Пушкине, вторая печатается. В Ленинграде я живу очень уединенно и часто подолгу болею. Арест двух единственно близких мне людей наносит мне такой удар,
который я уже не могу перенести. Я прошу вас, Иосиф Виссарионович, вернуть мне мужа и сына, уверенная, что об этом никогда никто не пожалеет. Анна Ахматова, 1 ноября 1935 года. В тот же день к Сталину послал свое письмо и Борис Пастернак. В нем говорилось: «Дорогой Иосиф Виссарионович, 23 октября в Ленинграде задержали мужа Анны Ахматовой, Николая Николаевича Пунина, и ее сына, Льва Николаевича Гумилева. Однажды вы упрекнули меня в безразличии к судьбе товарища. Помимо той ценности, какую имеет жизнь Ахматовой для нас и нашей культуры, она мне еще дорога и как моя собственная, по всему тому, что я о ней знаю. С начала моей литературной судьбы я свидетель ее честного, трудного и безропотного существования. Я прошу вас, Иосиф Виссарионович, помочь Ахматовой и освободить ее мужа и сына, отношение к которым Ахматовой является для меня категорическим залогом их честности. Преданный вам Борис Пастернак». Обращения подействовали, о чем свидетельствует резолюция на письме Ахматовой, начертанная рукой Сталина. «Товарищу Ягода, освободите из-под ареста и Пунина, и Гумилева и сообщите об исполнении. Иосиф Сталин». Примечание. Источник, 1999 год, номер 1, страницы 77-78. Конец примечания. Уже в ноябре 1935 года Пунин и Гумилев были освобождены. Далее происходят малопонятные вещи. В 1937, самом страшном для страны году, ЛН восстанавливают на истфаке ЛГУ и дают сдать экзамены за второй курс. Что тут сыграло роль? Миф о личном благоволении Сталина или просто порядочность и смелость тогдашнего ректора ЛГУ, сказать трудно, но реальнее второе. Ректором в ту пору был профессор Михаил Семенович Лазуркин. В том же году его арестовали, а вскоре забрали и его жену, старую большевичку Дору Абрамовну Лазуркину. Судьба самого Лазуркина сложилась трагически. Он был застрелен следователем во время допроса, а затем его уже мертвого выбросили из окна на уличный тротуар, инсценируя самоубийство. Примечание. Гумилев. Поводов для ареста не давал. Аврора. 1991 год. Номер 11, страница 15. Конец примечания. В марте 1938 года, когда Лев был уже на 4 курсе, начинается, и уже всерьез, его первая Голгофа. Внешний повод для ареста дал я сам, напишет он впоследствии. Тем, кто учился в университете, легко реконструировать место действия. Большую аудиторию в бельэтаже здания филологического факультета рядом со знаменитыми 12 коллегиями. Окна зала выходят на Неву, на Исаакий, на Медный всадник. Именно здесь традиционно читали лекции мэтры филфака, как для своих, то есть филологов, так и для чужих, в данном случае историков. Здесь выступал интеллигентнейший, тихий, чудом сохранившийся во все этапы арестов ровесник Николая Гумилева Эйхенбаум. Здесь гремел голос Григория Гуковского, вещавшего студентам нечто парадоксальное по поводу Евгения Онегина. В роковой для ЛН день здесь читал лекцию историкам профессор кафедры истории русской литературы Пумпянской. Примечание. Пумпян Лейба Мейерович, 1891-1940 годы.
После принятия в 1911 году православия Пумпянский Лев Васильевич, литературовед, критик, член кружка философа Бахтина, Невель, изучал теологию, парапсихологию и метафизические корни философских систем. К весне 1924 года член полумасонских структур Вольной философской ассоциации, Вольфила, религиозно-философских кружков Мейера «Воскресение» и Федотова «Переоценка ценностей». В 1928 году был арестован по делу кружка «Воскресение», большинство членов которого были приговорены к заключению на сроки до 10 лет или высылке. Пумпянский сотрудничал со следствием и был освобожден на 4-й день после ареста. С 1934 года профессор филологического факультета ЛГУ. Анциферов, из дум о былом, Москва, 1992 год, страница 327, Медведев, Воскресенье, к истории религиозно-философского кружка Мейера. Медведев, диалог, карнавал, хронотоп, номер 4, 1999 год, страница 90, конец примечания. Речь шла о литературе 20-х годов. Предоставлю слово самому Гумилеву рассказать о том, что произошло. Лектор стал потешаться над стихами и личностью моего отца. «Поэт писал про Абиссинию», — восклицал он, «а сам не был дальше Алжира. Вот он, пример нашего отечественного Тартарена». Не выдержав, я крикнул профессору с места: «Нет, он был не в Алжире, а в Абиссинии». Пумпянский снисходительно парировал мою реплику: «Кому лучше знать, вам или мне?» Я ответил: «Конечно, мне». В аудитории около 200 студентов засмеялись. В отличие от Пумпянского, многие из них знали, что я сын Гумилева. Все на меня оборачивались и понимали, что мне действительно лучше знать. Пумпянский сразу же после звонка побежал жаловаться на меня в деканат. Видимо, он жаловался и дальше. Во всяком случае, первый же допрос во внутренней тюрьме НКВД на Шпалерной следователь Бархударян начал с того, что стал читать мне бумагу, в которой во всех подробностях сообщалось об инциденте, происшедшем на лекции Пумпянского. По мере чтения доноса следователь Бархударян все больше распалялся. В конце он уже не говорил, а матерясь кричал на меня: «Ты любишь отца, гад! Встань к стене!» Да, в этот арест все было уже по-другому. Тут уже начались пытки. Старались выбить у человека признание и подписать заранее заготовленный следователем обвинительный приговор. Так как я ни в чем не хотел признаваться, то избиение продолжалось в течение 8 ночей. Примечание. Гумилев поводов для ареста не давал. Аврора, 1991 год, номер 11, страница 16, конец примечания. 3 студентам ЛГУ, Гумилеву, Яроховичу и Шумовскому, было предъявлено обвинение в том, что они путем физического устранения Сталина, Ежова, Молотова и Жданова собирались свергнуть советскую власть и установить в СССР буржуазно-демократическую диктатуру. У каждого из 3 свой криминал. Николай Ерехович был сыном царского генерала, в 1935 году был исключен из института как социально чуждый элемент, скрывший от института свое социальное происхождение. Теодор Шумовский, мало того, что был поляком, скрыл от организации комсомола факт пребывания матери в Польше
и беспринципно-раболепное отношение к трудам академика Крачковского. Примечание. Вечерний Санкт-Петербург. 21 апреля 1993 года. Конец примечания. Последнее обвинение кажется странным, поскольку в это время действительный член Академии наук СССР Крачковский, выдающийся востоковед страны, спокойно работал, его не трогали. Правда, относиться к нему предписано было не раболепно, а принципиально. Еще больший криминал приписывался Льву Гумилеву. Он обвинялся в том, что возглавил эту так называемую контрреволюционную организацию. В его деле присутствовала весьма неприятная университетская характеристика, в которой говорилось: Лев Гумилев за время пребывания на истфаке из числа студентов исключался, и после восстановления часто академическая группа требовала его повторного исключения. Гумилев как студент успевал только по специальным дисциплинам, получал двойки по общественно-политическим дисциплинам, ленинизм, вовсе не потому, что ему трудно учиться по этим дисциплинам, а он относился к ним как к принудительному ассортименту, к обязанностям которых он не желает выполнять. Во время избирательной кампании в их группе делался доклад о биографии товарища Литвинова. Гумилев вел себя вызывающе, подсмеивался, подавал реплики, вообще отличался крайней недисциплинированностью. Примечание. Вечерний Санкт-Петербург. 21 апреля 1993 года. Конец примечания. В сентябре 1938 года в помещении главного штаба состоялось судебное заседание военного трибунала. Там были оглашены и так называемые показания Льва Николаевича. Признаю, что я, Гумилев, по день моего ареста являлся активным участником антисоветской молодежной организации в Ленинграде, которая была создана по моей инициативе и проводила деятельность под моим руководством. Далее следовало совсем уж абракадабра. После того, как участники нашей организации Ерехович и Шумовский согласились со мной о переходе к террористическим методам борьбы против ВКПБ и советского правительства, я поставил конкретный вопрос о необходимости совершения террористического акта над секретарем ЦК и Ленинского обкома ВКПБ Ждановым. Эту кандидатуру мы намечали не случайно, ибо Жданова мы считали основным виновником разгрома антисоветских формирований в Ленинграде. Примечание. Вечерний Санкт-Петербург. 21 апреля 1993 года. Конец примечания. Надо же было приписать ему не кого-нибудь, а Жданова. Как будто полуграмотный сержант Бархударян видел вперед на десятилетие, слышал доклад Андрея Александровича, знал заранее о зловредной линии несуществовавшего еще в ту пору журнала «Ленинград». Мистика. На трибунале все трое отрицали предыдущие показания. Гумилев заявил: «Я все отрицаю. Показания свои на очной ставке с Шумовским я также отрицаю». Но это никому не было интересно. Вся процедура была давно запрограммирована. 50 минут потребовалось для вынесения приговора. Гумилеву 10 лет и 4 года поражения в правах с конфискацией имущества. Какого? Ереховичу и Шумовскому по 8 лет и 3 года поражения в правах. Герштейн вспоминает: А.А. была на свидании с ним в этой трагической ситуации, до протеста, и Лев нашел мужество пошутить. Мне, как Радеку, дали 10 лет. И еще, мамочка, я говорил как Димитров,
но никто не слушал. Он не хотел убивать мать своим видом и надел на шею чей-то шарф, чтобы быть красивее, как он выразился. Примечание. Герштейн. Лишняя любовь. Новый мир. 1993 год. Номер 11. Страница 145. Конец примечания. Однако в эти дни начала закатываться звезда железного наркома Ежова. Он уже, что называется, руководил водным транспортом. Поэтому союзная прокуратура опротестовала уголовное дело Л.Н. В отношении Гумилева приговор был поначалу отменен за мягкостью. Вспоминает один из тройки, Теодор Шумовский. Потом не то Нике, его сестра, не то Леве, его мать Анна Андреевна Ахматова, сообщили на свидание 17 ноября по протесту адвокатов Комодова и Бурака. Военная коллегия Верховного суда СССР отменила приговор военного трибунала и направила дело на переследствие. Не прекратить дело за скандальным провалом, а направить на переследствие. Вот ведь как вцепились. Как бы то ни было, Ника, Лева и я не осужденные, мы вновь подследственные. О нас еще не сказано последнего слова. Торжествуем, надеемся, ждем. Ника сделал из черного хлеба шахматные фигурки, половину их вывалил в стенной извести. Это белые. Красивые фигурки, необычные, а причудливого облика. У Ники, помимо востоковедной одаренности, руки скульптора. И вот мы втроем ведем шахматные битвы. За это время появились новые свидетели, новые показания. 10 из допрошенных по Ереховичу и Шумовскому не сказали в их адрес ни одного плохого слова, но 2 дали компромат. На Гумилева компромата вообще не поступило. Остается, правда, тайной, кто же писал университетскую характеристику. В этот момент упрекнуть А.А. не в чем. Она действовала, она надеялась, но, приехав в Ленинград, она совсем, что называется, сдала. Герштейн вспоминает, как дворничиха Таня водила ее в баню и при переходе на другую сторону улицы тянула за руку, понукая: «Ну иди! Да иди же!» Примечание. Герштейн. Лишняя любовь. Новый мир. 1993 год, номер 12, страница 152. Невское время. 15 июня 1993 года. Шумовский, впоследствии доктор исторических наук, автор ряда капитальных трудов, до 1979 года работал в ИВАН СССР, лагерным эпопеям его посвящена книга «Путешествие на восток», увы, неизданная. Но до начала научной карьеры ему, как и Л.Н., пришлось отбыть еще один срок – 1949-1956 годы. Конец примечания. А.А. собиралась нести передачу в тюрьму, но оказалось, что Левы уже нет в тюрьме. Осужденные, так называемые террористы, тоже ждали чего-то, но им велели собираться на этап. В декабре 1938 года Столыпинский вагон с решетками на окнах доставил их в Медвежьегорск. Каждому при входе на баржу выдали по буханке черного хлеба и по 2 вяленых рыбины, сухой паек на 3 дня. Всех спустили в трюм, как в средние века поступали работорговцы с невольниками, вывозимыми из Африки. Черный пол трюма тотчас усеяли мешки и тела. Мы с Левой поместились в углу у продольной балки,
вспоминал Теодор Шумовский. Примечание. Узник Таирова переулка. Невское время, 15 июня 1993 года. Конец примечания. Дальше была работа на лесоповале. Гумилевский Беломор-канал. В январе 1939 года выходной за воротами зоны. И, наконец, в том же январе на этап в Ленинград. Почти полгода длилось повторное следствие, и в конце концов вся троица получила поровну, по 5 лет без всяких новых обвинений. Для Ереховича свобода оказалась недолгой. В 1945 году он умер в больнице в возрасте 32 лет. Мы очень мало знаем, что делалось с Л.Н. внутри лагеря. Нет доступной переписки, нет воспоминаний кого-то из солагерников. Много данных с этой стороны. Хлопоты АА, ходатайства, стихи. Рассказывает сам Л.Н. Мама, наивная душа, как и многие другие чистые в своих помыслах люди, думала, что приговор, вынесенный мне, результат судебной ошибки, случайного недосмотра. Она не могла первоначально предположить, как низко пало правосудие. Следователи и судьи по существу превратились в политических марионеток, своеобразных фальшивомонетчиков, фабрикующих, если не поддельные купюры, то фальшивое показания, обвинения, приговоры. Мамино письмо, если оно и дошло до Сталина, было оставлено без последствий. На этот раз выручил меня не Сталин, а, как это иногда бывает, счастливое стечение обстоятельств. К новому 1939 году я окончательно, что называется, дошел. Худой, заросший щетиной, давно не мывшийся, я едва таскал ноги из барака в барак. В один из морозных январских дней, когда я подрубал уже подпиленную ель, у меня выпал из ослабевших рук топор. Как на грех, накануне я его наточил. Топор легко раскроил кирзовый сапог и разрубил ногу почти до самой кости. Рана загноилась. Видимо, я так бы и закончил свои дни, ударным трудом расчищая ложе канала в лесу под Медвежьегорском, но судьбе было угодно распорядиться иначе. Меня затребовали на пересмотр дела в Ленинград. Это меня спасло. Примечание. Поводов для ареста не давал. Аврора, 1991 год, номер 11, страница 19. Конец примечания. Лев Гумилев в воспоминаниях и интервью, сравнивая пересыльные тюрьмы, которые ему довелось пройти, Челябинскую, Свердловскую, Красноярскую, отмечал: «Быт Ленинградской мне нравится больше других». Примечание. Поводов для ареста не давал. Аврора, 1991 год, номер 11, страница 19. Конец примечания. Здесь начинается одна из легенд Гумилева об открытии, сделанном им в крестах. Кресты казались мне после лагеря Беломор-канала обетованной землей. Там можно было залезть под лавку и лежать. И у меня возникла мысль о мотивации человеческих поступков в истории. Почему Александр Македонский шел в Индию и Среднюю Азию, хотя явно там удержаться не мог и грабить эти земли не мог доставить награбленное обратно к себе в Македонию? И вдруг мне пришло в голову, что его что-то толкало, что-то такое, что было внутри него. Я назвал это пассионарность. Так мне открылось, что у человека есть особый импульс, называемый пассионарностью. Это не просто стремление к иллюзорным ценностям,
Власти, славе, алчность, стремление к накоплению богатств, стремление к знанию, стремление к искусствам. Примечание. Поводов для ареста не давал. Аврора, 1991 год, номер 11, страница 19. Конец примечания. Свое открытие Л.Н. якобы приравнивал к теории Маркса и был настолько захвачен им, что, когда рассказал приведенную выше историю в Москве, то Томашевская сказала «Поприщин, Поприщин», имея в виду гоголевского сумасшедшего. Примечание. Герштейн. Лишняя любовь. Новый мир, 1993 год, номер 12, страница 153. Конец примечания. Но, скорее всего, ближе к истине другой вариант. В 90-х годах Л.Н. говорил о своем открытии более осторожно. Лишь в 1965 году, прочтя книгу Вернадского «Химическое строение биосферы Земли и ее окружение», я узнал это. А в 1967 вышла моя первая статья по этногенезу. Примечание. Гумилев. Мы живем в большой коммунальной квартире. Интервью. Неделя, 1991 год. Номер 6. Конец примечания. После крестов, после Ленинграда, первая Голгофа реконструируется лишь пунктиром, только моментами. Лев пишет мрачные письма в Ленинград. «Все на меня плюют, как с высокой башни». Между тем в жизни А.А. намечается какой-то просвет, но не для Л.Н. В 1940 году выходит книга стихов А.А. Ее принимают в Союз писателей СССР. Больше того, ходатаи за Леву думают, что все уже в порядке. В июле 1940 года Борис Пастернак спрашивает А.А., «С вами ли уже Лев Николаевич?» Фадеев, Толстой и Пастернак намеревались представить книгу Ахматовой к сталинской премии. Сама А.А. пишет второе письмо к Сталину. Но в прокуратуре СССР с ней говорят жестко, настолько жестко, что она страшится изложить это в письмах сыну. Затем идут военные годы, 1941-1942, А.А. в Ташкенте, в эвакуации. В 1942 году она работала над поэмой «Без героя». Только в апреле 1943 года в ее письме Харджиеву появляется Лев. От Левы телеграмма. Он здоров и поехал в экспедицию. Примечание. Харджиев Николай Иванович, 1903-1996 годы. Прозаик, искусствовед, автор ряда книг. Знаком с Ахматовой с 1930 года. Часто она советовалась с ним о своих стихах, переводах, прозе. После ташкентской эвакуации А.А. он отдалился от нее. Ахматова Харджиеву, 5 апреля 1943 года. Вопросы литературы, 1989 год, номер 6, страница 231. Конец примечания. Как-то буднично, без эмоций. А речь шла о том, что в марте 1943 года кончился 5-летний лагерный срок Льва Гумилева. В Норильске, там же, где отбывал срок, Л.Н. был принят в качестве вольнонаемного в магнитометрическую экспедицию от комбината. Лев ехал в Норильск в августе 1939 года. В Красноярске на пересыльном пункте зэков перегрузили на баржу и доставили по Енисею в Дудинку, а далее по Железке, самой северной в СССР, в Норильский лагерь. Сверхважный в военном плане объект, он давал медь, никель, платину и еще сотни названий ценнейшего стратегического сырья,
нуждался в людях. Вольным платили хорошие деньги за работу в сверхсуровых природных условиях, и все-таки людей не хватало. ГУЛАГ давал добавку. Здесь лучше относились к зэкам, чем в России. Сибирь определяла несколько другой менталитет, как сказали бы теперь. Примечание. Здесь он оказался вместе с Козыревым, известнейшим впоследствии астрофизиком Пулковской обсерватории. Конец примечания. Можно было даже получить более высокую квалификацию, и Л.Н. рос от землекопа до горняка меднорудной шахты, потом геотехника, а к концу срока, в марте 1943 года, стал даже лаборантом-химиком. Вроде бы прошла страшная гумилевская пятилетка, но избавиться от севера он не мог. Дал подписку до конца войны не рыпаться. Кадры решали все. Он продолжал свою геологическую карьеру. Сначала в экспедиции на Хантайское озеро, а в следующий сезон, 1944 год, в бассейне Нижней Тунгуски на магнитометрической съемке. Здесь экспедиция обнаружила крупное месторождение железной руды, и Льва Гумилева наградили недельной поездкой в Туруханск. Для бывших зэков это было чем-то вроде Эльдорадо. Там почти не было мужчин. Примечание. Поводов для ареста не давал. Аврора, 1993 год, номер 11, страницы 23-24, конец примечания. Вспоминая Дальний Север, Л.Н. писал: «Я в тех местах провел 1,5 года, и после этого мне первая линия фронта показалась курортом». Примечание. Письмо Гумилева к Савицкому, 23 января 1957 года. Конец примечания. А тогда он сообщал Эмме Герштейн: «Вы спрашиваете о друзьях и близкой женщине. Мужчин со мной 2 рабочих, а женщин за год видел 3. Зайчиху, попавшую в петлю, случайно забредшую к палатке олениху и убитую палкой белку. Нет также книг и вообще ничего хорошего. Мама, видимо, здорова, но мне она не пишет, не телеграфирует. Печально». Примечание. Герштейн. Лишняя любовь. Новый мир, 1993 год, номер 12, страница 151. Конец примечания. Поездка в Туруханск круто изменила его жизнь. Находясь на броне, как и все работники Норильского комбината, он уговорил местного военкома мобилизовать его и отправить на фронт. Требовалось еще и разрешение своего начальства. Л.Н. его поручил. Герштейн, ссылаясь уже на послевоенный разговор с Гумилевым, сообщает, что он пришел к военкому, держа на запястье бритву и грозя вскрыть себе вены. Далее опять какие-то отрывочные сведения. Москва, какой-то вокзал, точнее, пути за каким-то вокзалом. Брошенный из окна теплушки треугольничек письма, каким-то чудом дошедший до Хаджиева. Нужны были теплые вещи. Николай Иванович их никогда не имел. Он сам ходил даже без шапки, поэтому кинулся их собирать. Потом он бросился искать на запасных путях полутюремную теплушку и нашел. Примечание. Томашевская. «Я как петербургская тумба». В книге об Анне Ахматовой. Лениздат, 1990 год, страница 431. Конец примечания. А вот что вспоминает сам Харджиев. Это было зимой 1944 года. С большим трудом нам удалось добраться до 5-го пути. Выход на 5-й путь охраняли часовые. Я объяснил им, что привело нас в запретную зону, и они участливо разрешили нам пройти вдоль глухих,
без оконных вагонов. Часовой выкрикивал «Гумилев!», и у каждого вагона отвечали «Такого нет». И, наконец, из дальнего вагона выскочил солдат, в котором мы с радостью узнали Льва Гумилева. Примечание. Вопросы литературы, 1989 год, номер 6, страница 242. Конец примечания. Поведение Л.Н. во время встречи с Хаджиевым описывается по-разному. Со слов самого Николая Ивановича и со слов Герштейн. Согласно первому варианту, он, Лев Николаевич, сразу же заговорил о своих научных интересах. Можно было подумать, что он отправляется не на фронт, а на симпозиум. Слушая этого одержимого наукой человека, я почувствовал уверенность в том, что он вернется с войны живым и невредимым. Примечание. Вопросы литературы, 1989 год, номер 6, страница 243. Конец примечания. Похоже на правду. Если учесть письмо Л.Н., посланное в свое время из Туруханска. В этом письме он писал: «Из всех моих лишений тягчайшим была оторванность от науки и научной академической жизни». Примечание. Герштейн. Лишняя любовь. Новый мир. 1993 год. Номер 12. Страница 151. Конец примечания. Но и второй вариант не менее похож на правду. Лев якобы сразу закричал: «Николай Иванович, денег!» Так можно обращаться только к близкому человеку, каковым Харджиев и был в доме Ахматовой и Пунина. У Николая Ивановича было при себе 60 рублей, тотчас врученных им Леве. Томашевская, жена известного литературоведа Бориса Викторовича Томашевского, быстро сориентировалась в обстановке. Она отошла куда-то за угол и продала первой встречной хлебные карточки всей семьи Томашевских на целую декаду. Успела отдать деньги Леве, поцеловала и благословила его. Примечание. Герштейн. Лишняя любовь. Новый мир. 1993 год. Номер 12. Страницы 152-153. Конец примечания. Какой вариант более соответствует действительности, сейчас уже трудно сказать. Дальше опять практически нет сведений о Л.Н. Лишь письма с фронта. Но их мало, а напечатаны, как мне кажется, только Эмме и Харджиеву. Письмо Эмме было первым. «Жить мне сейчас неплохо», писал Л.Н. в феврале 1945 года. «Шинель ко мне идет, пищи подлинное изобилие, иногда дают даже водку, а передвижение в Западной Европе легче, чем в Северной Азии. Самое приятное – это разнообразие впечатлений. Мама мне не пишет. Это грустно». Примечание. Герштейн. Лишняя любовь. Новый мир. 1993 год. Номер 12. Страница 153. Конец примечания. В мае 1945 года, уже после победы, Л.Н. пишет Харджиеву: «О себе. Я участвовал в 3 наступлениях. А. Освободил Западную Польшу. Б. Завоевал Померанию. В. Взял Берлин, вернее его окрестности. Добродетелей, за исключением храбрости, не проявил, но тем не менее на меня подано на снятие судимости. Результата жду. Солдатская жизнь в военное время мне понравилась. Особенно интересно наступать, но в мирное время приходится тяжело». Примечание. Вопросы литературы. 1989 год, номер 6,
страница 242, конец примечания. Война кончилась. Наша пассионарность оказалась выше немецкой. Примечание. Гумилев. Объединиться, чтобы не исчезнуть. Час пик, 1991 год, номер 2. Конец примечания. Оставшиеся до демобилизации 4 месяца наш пассионарий провел в Германии, под Берлином. Этот короткий период, фронт, война и Германия после победы, оказался для него, как это и ни странно, самым счастливым и памятным, а День Победы – святым днем. 1919 год. События российской и мировой истории. Январь-май. Начало расказачивания. Январь. Петр Струве прибывает в Лондоне, а затем в Париже. Адмирал Колчак назначает его членом Парижского совещания. В марте войска Колчака заняли Урал и подошли к Самаре. Апрель. Образование в Москве подпольного объединения «Тактический центр». 13-16 июня. Ликвидация восстания на Красной Горке, имевшего целью сдачу Кронштадта и Петрограда генералу Юденичу. 30 августа. Войска генерала Деникина взяли Киев. 23 сентября. Декрет СНК об обязательной регистрации бывших помещиков, капиталистов и лиц, занимавших ответственные должности при царском строе. Раскрыт заговор Петроградского отделения Национального центра. Октябрь-ноябрь. Наступление генерала Юденича. Оборона Петрограда. 4 ноября. Отставка генерала Дитерихса. Армии Восточного фронта выступили в Великий Сибирский ледяной поход. Общественная и творческая жизнь Николая Степановича Гумилева и Анны Андреевны Ахматовой. В течение всей зимы Гумилев работает в комнате с температурой воздуха около нуля, но его заработка не хватает. Для поддержания существования семьи стали продавать вещи. Июль. Стихотворение Гумилева «Память». Гумилев читает в Петрограде в Институте живого слова, Доме искусств, Пролеткульте, Балтфлоте и других. Лекции о поэзии. Учит переводить и писать стихи. Широко говорит о своем монархизме. 17 ноября. Гумилев принес Корнею Ивановичу Чуковскому полфунта крупы из Бежецка. Дров не было, топил печь мебелью. Чуковский дал ему взаймы 36 поленьев. Частная жизнь семьи Гумилевых. Леве 7 лет. В Бежецке было достаточно дров, и там можно было не страдать от холода, но семья Гумилевых провела всю зиму и весну в Петрограде. 4 апреля. Николай Степанович Гумилев переехал вместе с семьей в новую квартиру, номер 2 в доме 5/12 по Преображенской улице. Отец читал сыну стихи. 14 апреля. Родилась сводная сестра Елена. Май. Отец с сыном 2 раза посещали Ахматову, которая жила с Шилейко в квартире в Мраморном дворце. 2 июня. А.И. и А.Н. Гумилевы со Львом и Леночкой уехали в Бежецк, где можно было достать для детей продукты. С 22 июня несколько дней в Бежецке гостил Николай Степанович Гумилев. Занимался с Левой, рассказывал ему о стихах и о том, как тот должен изучать историю. Велел дать ему книжку о завоевании готами Италии и о победе византийцев над ними. Рисовал для него картинки «Подвиги Геракла» и делал к ним литературные подписи. В Бежецке Гумилевы жили бедно. Левушка помогал бабушке возделывать грядки. Он очень любил книги, но читать не умел. Бабушка ему читала хроники Шекспира и сказки Жуковского. Тетя Шура давала уроки истории и русского языка. Когда Лев выучился читать,
Одной из первых книг прочел роман Жюля Верна «Таинственный остров». Начал изучать исторический атлас, подаренный Ахматовой. 1920 год. События российской и мировой истории. 7 февраля расстрел большевиками верховного правителя России Колчака. Март 1920, октябрь 1922 года. Третий период гражданской войны. 6 апреля. Провозглашение Дальневосточной Республики. Конец марта. Эвакуация десятков тысяч белогвардейцев из Новороссийска. 7 мая. Киев взят польскими и украинскими войсками. Май. Волжско-Каспийская военная флотилия под командованием Раскольникова выбивает белогвардейцев и англичан с побережья Персии. Провозглашена Гилянская Советская Республика, продержавшаяся 2 месяца. Июнь. В Севастополе правительство Юга России в составе Кривошеин, глава правительства, и помощник главнокомандующего генерала Врангеля по гражданской части Петр Струве, министр иностранных дел, Таганцев, министр юстиции и другие. 20 июля. Решение ЦИК об антирелигиозной пропаганде. 19 августа. Антоновский мятеж на Тамбовщине. 4 ноября. Постановление в ЦИК и СТО, предоставляющее губернским рефтрибуналам и чрезвычайным комиссиям право непосредственного исполнения приговора до расстрела включительно в местностях, объявленных на военном положении. 13 ноября. Эвакуация остатков русской армии и беженцев на кораблях Черноморского флота из Севастополя в Константинополь. Из структур советской власти изгнаны бывшие союзники большевиков, меньшевики, анархисты, левые эсеры. Общественная и творческая жизнь Николая Степановича Гумилева и Анны Андреевны Ахматовой. Начало года. Пьеса «Охота на носорога». Март. Стихотворение «Заблудившийся трамвай». Гумилев живет один в Петрограде, Преображенская улица, дом 5. Холод и голод, но он всегда в форме и благожелательном расположении духа. Преподает в Институте живого слова, 3 раза в неделю ведет занятия в студии Дома искусств, читает лекции по теории поэзии, теории драмы, сочиняет и переводит. Лето. Николай Степанович Гумилев. В час гиены мы взыскуем рая, незаслуженных хотим услад. В очереди мы стоим, не зная, что та очередь приводит в ад. Заместитель наркома просвещения РСФСР Пунин предложил меры, ведущие к минимизации пайка, который Николай Степанович Гумилев получал в Доме литераторов. Стихи «Слоненок» и «Шестое чувство». Знакомство Николая Степановича Гумилева с морским офицером, курьером финской службы Германом. Знакомство с поэтом Борисом Вериным. Беседа на политические темы. Порицал подавление частной инициативы в Советской России. 6 июля. Первая постановка пьесы Николая Степановича Гумилева «Гондла», Ростов-на-Дону. Сентябрь-октябрь. Гумилев начал поэму «Начало». 18 октября или 1 ноября. В студии коллективно, но с преобладающим участием Николая Гумилева написано стихотворение «Наш хозяин щурится, как крыса». Осень. 34-летний профессор-кадет Таганцев, сын Н.Н. Таганцева, стал конфидентом Германа по созданию в среде научной и творческой интеллигенции, посещающей Дом литераторов, конспиративной структуры. Декабрь. Стихи Николая Степановича Гумилева «Звездный ужас». Не позже 25 декабря.
по заказу Корнея Ивановича Чуковского для издательства «Всемирная литература» перевод французских народных песен «Вечный жид» и «Адская машина». Конец года Гумилев в Москве читал стихи в Политехническом музее. Частная жизнь семьи Гумилевых. Леве 8 лет. Зима. От холода жизнь в квартире на Ивановской стала невыносимой. Николай Степанович переехал в Дом искусств, бывший дом Елисеева на углу Невского и Мойки. Там судьба соединила писателей, литературных и художественных деятелей, многих бывших сотрудников журнала «Аполлон». Группировавшаяся вокруг него в «Аполлоне» молодежь была при новой власти привилегированным меньшинством. Зиму жена, сын и дочь Гумилева жили одной семьей в Бежецке. Так легче им было переносить трудности, а Гумилеву заботиться о них. 12 февраля. Самоубийство в Афинах Андрея Горенко, 1887-1920 годы, брата Анны Андреевны Ахматовой. Бегство льва с прогулки из детского сада. Домашнее воспитание. С июля 1920 по май 1921 года А.Н. Гумилева с Леночкой живет в Бежецке вместе с А.И. Гумилевой и Левой. Знакомство со студентом-историком Переслегиным, 1891-1973 годы, ставшим в Бежецке преподавателем в железнодорожной школе. Август. Под вопросом. Николай Степанович Гумилев лишен пайка, выдававшегося ему в Балтфлоте по настоянию прибывшей из Баку Ларисы Рейснер. У Анны Андреевны Ахматовой положение также критическое. Не было абсолютно ничего. Рейснер передала им мешок риса. Ахматова почти весь мешок раздала. Рейснер ночью принесла им корзину продуктов, а Шилейко устроила в больницу. Гумилев хотел в этот самый острый момент, когда не было никаких продуктов, чтобы Анна Ивановна поступила на работу в детский дом и взяла туда Леву. Анна Ахматова считала это неприемлемым. Лариса Рейснер предложила отдать Леву ей. Ахматова отказалась. Сентябрь. Лев поступил в 1 класс школы города Бежецка. Встреча Нового года всей семьей в Петрограде. 1921 год. События российской и мировой истории. Январь. Острый продовольственный и топливный кризис перерос в антибольшевистские рабочие забастовки. 14 января. Бал-маскарад в Доме искусств. Жена военмора Федора Раскольникова, Лариса Рейснер, танцует в костюме по эскизу Льва Бакста. 17 января. Постановлением ограничены полномочия ВЧК. Нарушители законов могут быть осуждены только судом. 3 февраля. Азиатская дивизия барона Унгерна заняла столицу Монголии Ургу. С 1 по 18 марта. Кронштадтский мятеж под лозунгом «За советы без коммунистов» и его подавление. Аресты. Руководители заговора ушли в подполье. Ночь 1 мая. Сожжение трибуны на площади Урицкого в Петрограде. 15 мая. Взрыв у памятника Володарскому в Петрограде. 21 мая. Приказ барона Унгерна о начале похода из Монголии на советскую территорию. 30 мая. При попытке перехода границы был убит Герман. Расследование так называемого Петроградского заговора перешло под контроль особо уполномоченного особого отдела ВЧК, бывшего секретаря Владимира Ильича Ленина, Агранова. 5 июня. Арест Таганцева. 16 июня. Начало дела номер 214224. Дело о Петроградской боевой организации или так называемого дела Таганцева. Ночные допросы комиссии ВЧК во главе с Аграновым
Обыски и аресты. Корвин-Круковский под предлогом участия и помощи выходит на все новых лиц, причастных к делу. 6 июля. Красная армия и отряды монгольских революционеров заняли столицу Монголии Ургу. 24 июля. Доклад ВЧК. Таганцев назван главарем заговора, созданного Союзом освобождения России в Париже во главе с бароном Врангелем. 26 июля. Сообщение о раскрытии Петро-ЧК заговора Петроградской боевой организации. Петроградская правда. 28 июля. Договор между Таганцевым и особо уполномоченным ВЧК Аграновым. Один из руководителей ВЧК, Менжинский, дал гарантии безопасности всем возможным участникам заговора в случае его откровенного признания. Таганцев поверил честному слову Менжинского и назвал имена всех тех, с кем когда-либо разговаривал на политические темы. 29 июля. Допрос Таганцева, на котором он после 45 дней молчания и попытки суицида выдал список участников дела. В ночь на 31 июля. Арест около 300 человек и доставка их в ЧК, Гороховая улица, 2. При арестах Лебедевым, Шведовым и Старком были застрелены 5 чекистов. 25, 28, 30 августа. По данным ВЧК, должно было состояться вторжение вооруженных отрядов через западную границу республики. Ленин Луначарскому на просьбу освободить Николая Степановича Гумилева: «Мы не можем целовать руку, поднятую против нас». Дзержинский: «Можем ли мы, расстреливая других, сделать исключение для поэта?» Август. Сборник евразийцев «Исход к востоку». София. 31 августа. Доклад Семенова на заседании Петроградского совета, где был обнародован список казненных по делу ПБО. 1 сентября. Список расстрелянных по Таганцевскому делу в статье о раскрытом в Петрограде заговоре против советской власти. Петроградская правда. Четверг, 1 сентября, номер 181. Конец года. Данные о числе голодающих в России. 23,2 миллиона человек. Общественная и творческая жизнь Николая Степановича Гумилева и Анны Андреевны Ахматовой. Бывший подполковник артиллерии Шведов выступает с антибольшевистскими речами на заводских собраниях. Шведов обратился к Гумилеву с предложением доставлять для него сведения и принять участие в восстании, если оно перенесется в Петроград. Гумилев согласился на выступление, считая, что, пользуясь общим оппозиционным настроением, ему удастся в этот момент повести за собой кучку прохожих. Он выразил согласие на попытку написания контрреволюционных стихов. 12 февраля. Стихотворение Николая Гумилева «Пантум». «Какая смертная тоска, нам приходить и ждать напрасно. А если я попал в ЧК, вы знаете, что я не красный. Нам приходить и ждать напрасно, пожалуй, силы больше нет. Вы знаете, что я не красный, но и не белый. Я поэт». 21 февраля. Предположительно, выступление на митингах Николая Гумилева, одетого в рабочую одежду. Апрель. Стихотворение Гумилева «Молитва мастеров». Стала ходить по рукам статья Александра Блока «Без божества, без вдохновения», напечатана в 1925 году. Гумилев разорвал с ним отношения и написал ответ, но не смог его опубликовать. Май. Таганцев начал переговоры с находившимся в Финляндии кронштадтским так называемым Временным ревкомом. Он доверился агентам ВЧК Паськову и Корвин-Круковскому, сделав их помощниками по организации боевых дружин.
конец мая, Гумилев получил приглашение от морского офицера Павлова, флаг-секретаря Наркома морских сил, командующего Черноморским флотом контр-адмирала Немеца, совершить совместную поездку в Севастополь. Весь июнь Гумилев в поездке. В Севастополе он живет в вагоне поезда. Сборник стихов «Шатер», знакомство и встречи с морским офицером Красного флота Колбасевым, 1898-1937 годы, который устроил ему поездку на катере в Феодосию. В конце июня в поезде Наркомвоенмора Гумилев уехал из Севастополя в Петроград. 2 июля. Николай Гумилев в Московском союзе поэтов. 4 июля. Встречи с бывшим хозяином бродячей собаки и привала комедиантов Прониным, которому Гумилев прочел сказку о золотой свинке. 5 июля. Николай Степанович Гумилев в Союзе поэтов. Встреча с Яковом Блюмкиным. 11 июля. Гумилев на вечере Петрополиса. Конец июля. Николай Гумилев обратился к члену издательства «Всемирная литература», профессору Сильверсану, с предложением вступить в руководимую им секцию подпольной организации. Июль, начало августа. Николай Степанович Гумилев. Меня не убьют. Я еще нужен. После стольких лет я пришел назад, но изгнанник я, и за мной следят. Накануне ареста Николай Степанович Гумилев. Ждать нечего. Ни переворота не будет, ни термидора. Эти каторжники крепко захватили власть. Они опираются на две армии. Красную и армию шпионов. И вторая гораздо многочисленнее первой. Я удивляюсь тем, кто составляет сейчас заговоры. Слепцы. Они играют в руки провокации. Ночь с 3 на 4 августа. Обыск и арест Николая Степановича Гумилева на 2 суток по ордеру 1071 по подозрению в участии в заговоре Петроградской боевой организации. В его квартире, в Доме искусств, улица Морская, дом 14, квартира 34, оставлена засада. Начато дело номер 1381. Гумилев перевезен в Петро-ЧК, а затем в камеру номер 77 Петроградского ДПЗ, Шпалерная улица, дом 25. В тюрьму он взял с собою Евангелие и Гомера. 7 августа. Смерть Александра Александровича Блока. 9 августа. 18, 20 и 23 августа. Допросы Гумилева. Следователь Якобсон, предположительно псевдоним Агранова, очарован поэтом и читал на память его стихи. Гумилев ни в чем не признавался, а потом полностью подтвердил то, что было ему инкриминировано. Якобсон перевел предположительные обороты в утвердительные и, добавив кое-что от себя, превысив полномочия, вынес приговор о его расстреле. 24 августа. Заседание Президиума Петрогубчака, который постановил необходимым применить по отношению к гражданину Гумилеву Николаю Станиславовичу, как явному врагу народа и рабоче-крестьянской революции, высшую меру наказания – расстрел. Гумилев Николай Степанович. Бывший офицер, участник Петроградской боевой контрреволюционной организации, активно содействовал в составлении прокламаций контрреволюционного содержания, обещал связать с организацией в момент восстания группу интеллигентов, кадровых офицеров, которые активно примут участие в восстании. Получил от организации деньги. Ночь перед расстрелом Николай Степанович Гумилев
сделал надпись на стене камеры: «Господи, прости мои прегрешения, иду в последний путь». Между 24 августа и 31 августа расстрел Николая Степановича Гумилева около поселка Бернгардовка под Петроградом. Николай Степанович Гумилев улыбался, докурил папиросу. Гумилев. На земле я никакого страха не боюсь. От всякого ужаса можно уйти в смерть, а вот по смерти очень испугаться страшно. Сенигов отправился из Эфиопии в Россию. В дороге был насильственно задержан в течение 2 лет в Египте и Болгарии. Частная жизнь семьи Гумилевых. Леве 9 лет. Январь. Анна Ивановна и Левушка уехали в Слепнево, где легче можно было прокормиться. В первой половине января на Рождество Николай Степанович Гумилев ездил из Москвы на несколько дней в Бежецк к семье, где прочел лекции по русской и западной литературе. Анна Ахматова на Рождество приезжала к сыну в Бежецк. Николай Гумилев съездил из Москвы в Бежецк на несколько дней к семье, прочел лекции по русской и западной литературе. Около 14 января Гумилев вернулся в Петроград. 30 марта Гумилев уехал в Бежецк к семье и пробыл Великий пост, Пасха 1 мая нового стиля, до 9 апреля. Март. При встрече с Ахматовой в очереди за продуктами Гумилев сообщил о желании уехать за границу, но он не едет только из-за семьи. В Бежецке вечер Николая Степановича Гумилева. Он прочел доклад о литературе, статью Корнея Ивановича Чуковского, Ахматова и Маяковской и стихи членов цеха поэтов. Во втором отделении читал свои стихи. В Борискове сообщил художнику Дмитрию Бушену: «Ну, большевики скоро кончатся. Я знаю, они будут только 5 лет. Кто же будет править Россией? Ведь никого нет». Гумилев ответил: «Патриарх». Утром 19 мая Гумилев приехал в Бежецк и в тот же день уехал с женой и дочерью в Петроград. Это была последняя встреча Гумилева с матерью, сыном и сестрой. 20 мая. Семья Гумилевых прибыла в Петроград. 22 мая. Из-за стесненных обстоятельств супруги Гумилевы были вынуждены поместить дочь Лену в детский дом в Парголове. В 10 числах июня в Севастополе случайная встреча с Ией Горенко, сестрой Анны Ахматовой. На следующий день визит к семье Горенко. Последняя встреча Гумилева с братом Дмитрием Гумилевым и его супругой. 6 июля. Гумилев уехал в Петроград. Прибыл 7 июля. Около 9 июля. Последняя встреча Гумилева и Ахматовой на Сергиевской улице, современная улица Чайковского. После 7 августа до начала сентября Ахматова в санатории в Царском Селе. Ганзен сообщает ей о том, что Гумилева увезли в Москву. Стихи Ахматовой-Сверчковой. «У своего ребенка хлеб возьми, чтобы отдать его чужому». Осень. Панихида по Николаю Степановичу Гумилеву в Казанском соборе. 26 декабря. Стихотворение Ахматовой «Бежецк». Там белые церкви и звонкой светящийся лед, там милого сына цветут васильковые очи, над городом древним алмазные русские ночи, и серп поднебесный желтее, чем липовый мед. 1922 год.
События российской и мировой истории. 5 мая. Арест патриарха Тихона, 1865-1925 годы. Лето. Тамбовское восстание подавлено. 5 сентября. Указание Ленина об отношении к антисоветским элементам из интеллигенции. Феликс Эдмундович Дзержинский. Необходимо продолжить неуклонно высылку активной антисоветской интеллигенции за границу. Надо всю интеллигенцию разбить по группам. Примерно: первая – беллетристы, вторая – публицисты и политики, третья – экономисты, пятая – профессора и преподаватели. Сведения должны собираться всеми нашими отделами и стекаться в отдел по интеллигенции. На каждого интеллигента должно быть дело. 30 декабря. Создание СССР. События творческой и личной жизни Анны Андреевны Ахматовой. Анна Андреевна Ахматова, как бывшая жена расстрелянного контрреволюционера Николая Степановича Гумилева, находится в поле зрения ВЧК. Декабрь. Ахматова вышла замуж за комиссара, искусствоведа и музейщика Николая Николаевича Пунина, 1888-1953 годы. События жизни Льва Николаевича Гумилева. Леве 10 лет. Весна. Лев организовал музей естествознания и с друзьями собирает для него камни, насекомых, скелеты рыб и листья. Играют в индейцев. В их племени 4 человека. А Лев играет колдуна, который вылечил вождя и тетю Шуру. Индейцы ведут войну с солдатиками, которых дети делали сами. Лето. Лев с семьей агронома Танышева ездил на опытное поле Борки неподалеку от Бежецка. Осень. Лев стал давать дополнительные уроки по истории одноклассникам. Рассказывал им про русских князей Олега и Игоря. Зима. Лев научился ходить на лыжах. 1923 год. События российской и мировой истории. 3-16 июня. В СССР издан указатель об изъятии антихудожественной и контрреволюционной литературы из библиотек, обслуживающих массового читателя. Эмигрант Сенигов вернулся в Россию с желанием служить делу революции. 21 марта. Органами ГПУ арестован Сенигов. 5 апреля. По политическим мотивам Сенигову предъявлено обвинение первого отдела КромГО ГПУ. Приговор: освобожден. 23 августа. Письмо Сенигова наркому Чичерину с целью связать Эфиопию с Россией. 28 сентября. Эфиопия вступила в Лигу наций. События творческой и личной жизни Анны Андреевны Ахматовой. Ноябрь. Горький в письме с острова Капри. Из новостей, ошеломляющих разум, могу сообщить, что в России Надеждою Крупской запрещены для чтения Платон, Кант, Шопенгауэр, Соловьев, Тен, Рескин, Ницше, Лев Толстой, Лесков и еще многие подобные еретики. Отдел религии должен содержать только антирелигиозные книги. Первое же впечатление, мной испытанное, было таково, что я начал писать заявление в Москву о выходе моем из русского подданства. События жизни Льва Николаевича Гумилева. Леве 11 лет. Изучение истории в советской школе упразднено. Лев много болел, поэтому с трудностями окончил 4 класс. 1924 год. События российской и мировой истории. 21 января.
Смерть Владимира Ильича Ленина. Начало внутрипартийной борьбы. 26 января. Петроград переименован в Ленинград. С конца 1924 по 1934 годы бывший офицер армий Деникина и Колчака Булыгин, 1896-1936 годы, член комиссии об убийстве семьи Николая II, в Аддис-Абебе. Он стал военным инструктором в армии императора Эфиопии Хайле Селасия. События творческой и личной жизни Анны Андреевны Ахматовой. 1 марта. В Политехническом музее лекция бывшего абиссинского администратора Сенигова на тему «Современная Абиссиния. Страна и быт за последние 50 лет». Март. Письмо Сенигова в стихах в Совнарком. Осень. Анна Андреевна Ахматова переселяется к Пунину во внутренний флигель Шереметьевского дворца, Фонтанного дома, по адресу набережная реки Фонтанки, дом 34, квартира 44. Продолжает бывать и в Мраморном дворце у Шилейко, заботясь о нем и о его собаке. В Фонтанный дом к Анне Андреевне Ахматовой приходил Сергей Есенин. 8 декабря. В Мраморный дворец к Ахматовой впервые пришел Лукницкий, 23-летний студент литературного института живого слова, секретарь Союза поэтов Петрограда Лукницкий, работавший над дипломной работой о жизни и творчестве Николая Степановича Гумилева. События жизни Льва Николаевича Гумилева. Леве 12 лет. Лев прочел слово о полку Игореве и был восхищен. Июнь. А.И. Гумилева просит Ахматову исправить Леве метрическое свидетельство, необходимое для его перевода в другой класс. Она просит, чтобы вместо записи «сын дворянина», что закроет ему путь в советский вуз, он был записан как «сын гражданина» или студента. Лето. Лев нырял с плотов на реке Мологе. 4 июля. Прочел книгу Родзянко «Крушение империи», которую ему дал Переслегин. Начал драму в стихах из рыцарских времен в Британии. 1925 год. События российской и мировой истории. 26 января. Троцкий смещен с должности председателя Реввоенсовета и наркома по военным и морским делам РСФСР. В Берлине вышла книга Ильина 1883-1954 годы о сопротивлении злу силою. 28 декабря смерть Сергея Александровича Есенина. События творческой и личной жизни Анны Андреевны Ахматовой. Весна. Анна Андреевна Ахматова исключена из Ленинградского отделения Всероссийского союза писателей как непролетарский поэт. У Ахматовой началась новая вспышка туберкулезного процесса в легких. Март. Сверчкова-Ахматовой. Когда Леву спросили, что он делает, Лева ответил: «Вычисляю, на сколько процентов вспоминает меня мама». 8 июня. Официально расторгнут брак Ахматовой с Шилейко. Июль. Ахматова навестила А.И. Гумилеву и сына в Бежецке. Пробыла 1 день. События жизни Льва Николаевича Гумилева. Леве 13 лет. Лева любит читать Пушкина и сборники стихов отца «Шатер» и «Жемчуга». Май. Бежецк посетил Лукницкой. 19 июня. Лева играет в футбол. Написал стихи «Лучшая речь Демулена». В Китае. Травля Льва хулиганами в школе, в которой он из-за своих знаний оказался белой вороной. Осень. Лев с бабушкой приезжали в Ленинград. Жили в квартире у Кузьминой-Караваевой. Лампе. Декабрь. В Бежецке на посланные Ахматовой деньги смогли сшить Леве костюм и купить санки.
1926 год. События российской и мировой истории. 9 февраля. В Москве в возрасте 30 лет от цепного тифа умерла Лариса Рейснер, комиссар морского генерального штаба, комиссар отряда разведки, флаг-секретарь, адъютант и жена Федора Федоровича Раскольникова. 20 сентября. Смерть председателя ОГПУ Феликса Эдмундовича Дзержинского, его сменил на посту Минжинский. События творческой и личной жизни Анны Андреевны Ахматовой. 21 июня. Разговор Лукницкого с Ахматовой о Леве, в котором он доказывал, что он талантлив и необычен, что в 15-летнем возрасте так чувствовать стихи, как Лева, необыкновенно. Ахматова ответила: «Неужели будет поэт?» Ей хотелось бы, чтобы Лева нашел достойными своей фантазии предметы, его окружающие, и Россию, чтобы ни пираты, ни древние греки фантастическими образами приходили к нему, чтобы он мог найти фантастику в плакучей иве, в березе. Лето. Спор Ахматовой с тетей Льва Сверчковой о его будущем. Сверчкова хотела отправить его на учебу в педагогический техникум в городе Бежецке, Ахматова в ЛГУ, но не на литературное отделение, а на юридическое, этнографическое или другое. События жизни Льва Николаевича Гумилева. Леве 14 лет. Лев путешествует по окрестностям Бежецка на лыжах. Выучил наизусть Шиллера, Шекспира, Жуковского, Лермонтова, Пушкина, Гумилева. Стихи Ахматовой не читал, кроме колыбельной. Сверчкова запретила читать Льву и отобрала у него поэму отца «Гондла». Лев сдал экзамены и перешел в 7 класс. Из-за уровня своих знаний Лев был обвинен в академическом кулачестве. Из-за драк в школе Льву пришлось перевестись в другое учебное заведение. Современная школа номер 5 города Бежецка. У Левы в Бежецке собралась своя библиотека. 16 июня. Приезд Левы вместе с бабушкой в Ленинград. Остановились у Кузьминых-Караваевых. Лев стал читать книги Стивенсона, Лондона, Лавренева и других. 20 июня. Темы рассказов юного Левы «Телемах», «Атлантида», «Путешествие в страну цифр» и другие. Планы издавать рукописный журнал «Одиссея приключений». Стихотворение о короле Гаральде и шахматная атака. 26 октября Лев написал исторические пьесы в стихах «Битва при Гастингсе» и «Битва при Йорке». 20 декабря. Стихотворение Льва Гумилева «Малога», посвященное Бежецкому краю. 1927 год. События российской и мировой истории. Бывший великий князь Александр Михайлович Романов, Сандро, личный друг императора Николая II, посетил Эфиопию. События творческой и личной жизни Анны Андреевны Ахматовой. Июнь-июль. Ахматова проходит курс лечения в Кисловодске в санатории ЦКУБУ, Центральной комиссии по улучшению быта ученых. 10 июня. Из донесения агента ОГПУ Лукницкого. Собрались у Алексея Толстого на чествование артистов МХАТ. Москвин, Качалов, Книппер, Замятин, Федин, Никитин, Ахматова. Качалов читал стихи. Замятин сказал, между прочим, что не видит достоинства в стихах Ахматовой, игнорирует ее как поэта. Аня же сказала, что любит Замятина за честность, прямоту, смелость, чувство собственного достоинства. Ее сын Лев получает от нее по 10-20 рублей в 1,5-2 месяца,
живет у матери Гумилева в Бежецке, Тверской губернии. События жизни Льва Николаевича Гумилева. Льву 15 лет. Лев самостоятельно изучает историю 30-летней войны и борьбы славян против немцев. Выучил историю Польши и хрестоматию по Древней Руси. Август. Приезд Левы вместе с бабушкой в Ленинград. Остановились они в квартире Кузьминых-Караваевых. Осень. Возвращение в Бежецк. Октябрь. Сверчкова закончила детскую пьесу на революционную тему и строит планы поставить по ней спектакль в ТЮЗе Ленинграда. Для облегчения поступления Левы в вуз Сверчкова предложила усыновить Леву и сменить ему фамилию на свою. Лева отказался. 1928 год. События российской и мировой истории. В СССР начало гонений на людей с так называемым происхождением. События жизни Льва Николаевича Гумилева. Леве 16 лет. Лев Гумилев начал изучать философию. Занятия с Переслегиным по гносеологии. Окончание 9 класса школы в Бежецке. 1929 год. События жизни Льва Николаевича Гумилева. Льву 17 лет. Апрель. Переезд Льва Гумилева в Ленинград. Ночует в коридоре квартиры Пунина и Аренс, современный квартира-музей Анны Андреевны Ахматовой в Фонтанном доме. Лев поступил в 8 класс единой трудовой средней гимназии Ленинграда номер 67, Первая Красноармейская улица. Увлечение историей Древнего Востока, в частности историей народа Хунну. 1930 год. События российской и мировой истории. 3 апреля. Тефери Меконын провозглашен императором Эфиопии под именем Хайле Селасия I. Его девиз «Лев-победитель из колена Иудова, избранник Бога, царь царей Эфиопии». События творческой и личной жизни Анны Андреевны Ахматовой. Пунин потребовал, чтобы Лев уезжал обратно в Бежецк, где не было никаких возможностей для работы и учебы. События жизни Льва Николаевича Гумилева. Ему 18 лет. С марта Лев на курсах по немецкому языку в педагогическом институте имени Герцена. Июнь. Окончание учебы в гимназии номер 67. Из-за непролетарского происхождения Лев Гумилев в педагогический институт не принят. С 1 октября по 1 декабря. Получение рабочей специальности для возможности поступления в вуз. Встает на учет на бирже труда. Трамвайное управление службы путей и тока, Парголова. Лев Гумилев чернорабочий на строительстве. 1 декабря. По направлению биржи труда Лев Гумилев коллектор, сборка и обработка данных в Институте неметаллических полезных ископаемых Геологического комитета. Лев Николаевич Гумилев стал жить в Царском селе у знакомых Лампе. Он помогал им по хозяйству, привозил из города продукты. 1931 год. События жизни Льва Николаевича Гумилева. Ему 19 лет. Гумилев в составе Забайкальской геологической поисковой экспедиции работает коллектором в Саянах, район Слюдянки и Хамар-Дабана. По приезде в Ленинград Гумилев жил в квартире у Аренса, 1890-1963 годы, брата бывшей жены Пунина. 1932 год. События российской и мировой истории. 15 мая. Декрет правительства о объявлении пятилетки безбожия. Поставлена задача к 1 мая 1937 года имя Бога должно быть забыто на территории страны. Кампания по закрытию в СССР культовых учреждений. События жизни Льва Николаевича Гумилева. Ему 20 лет.
Лев жил в коридоре квартиры Пунина. Март. Гумилев уволен из ЦНИИГРИ по сокращению штатов. Весна. Гумилев – научно-технический сотрудник в экспедиции под руководством Бонч-Осмоловского, 1890-1943 годы, на раскопках палеолитических стоянок древнего человека. Аджи-Каба. 11 месяцев Лев Николаевич Гумилев в Средней Азии. Таджикистан. Научно-технический сотрудник в таджикско-памирской экспедиции. Начальник экспедиции Горбунов, 1892-1938 годы, знакомый Лукницкого. Гумилев – лаборант, малярийный разведчик, санитар по борьбе с малярией в Таджикистане. Выучил таджикский язык. Из-за бытовых конфликтов с Пуниным по возвращении в Ленинград Лев Гумилев ночевал в квартире семьи Станюковичей, соседей Ахматовой и Пунина по Фонтанному дому. Их дочь Т.В. Станюкович, 1917-1992 годы, училась вместе с Гумилевым на историческом факультете ЛГУ. 1933 год. События творческой и личной жизни Анны Андреевны Ахматовой. Общение Гумилева с Мандельштамом. Разговоры об отце. Знакомство Льва Николаевича Гумилева, который начал переводить арабские стихи, с арабистом Эберманом, 1899-1937 годы. С конца года Лев Николаевич Гумилев жил в Москве, в квартире Осипа Эмильевича Мандельштама, 1891-1938 годы, и занимался переводами. События жизни Льва Николаевича Гумилева. Льву 21 год. Лев Гумилев сосредоточен на проблемах древней русской истории. Уже в это время круг его интересов восходит к трудам философа-славянофила Хомякова, 1804-1860 годы. Лето. Гумилев проездом в Москве. Крымская археологическая экспедиция Эски Кермен под Симферополем под руководством Эрнста, 1889-1956 годы. Лаборант, научно-технический сотрудник ГИН АН, Геологический институт по камеральной обработке. 10 декабря. Арест Льва Николаевича Гумилева. 19 декабря. Освобождение из-под ареста без предъявления обвинения. 31 декабря. Увольнение из ГИНа и поездка в Москву. 1934 год. События российской и мировой истории. Июль. Глава НКВД Ягода. Его первым заместителем назначен Агранов. Август. Первый съезд советских писателей. Доклад Радека, 1885-1939 годы. Могут быть очень талантливые писатели, которые выразят в образах мечту фашистского головореза, которые пишут, как белое бестие бьет кнутом по лицу народную массу. Мы имели такого писателя в России, Гумилева, который выражал конквистадорское, империалистическое, колонизаторское в русской буржуазии. Дайте его без всяких комментариев нашему рабочему, нашему крестьянину. Он скажет вам: вот сволочь. 1 декабря. Убийство Сергея Мироновича Кирова. События творческой и личной жизни Анны Андреевны Ахматовой. Ночь с 13 на 14 мая. В Москве в своей квартире на глазах Анны Ахматовой арестован Осип Эмильевич Мандельштам. События жизни Льва Николаевича Гумилева. Ему 22 года. Февраль. Лев Николаевич Гумилев в Москве у Мандельштамов. 1 сентября. Гумилев поступил в ЛГУ на исторический факультет.
слушает лекции историков Струве, приемный племянник Петра Струве, и Грекова, учит латынь. 1935 год. События российской и мировой истории. С 28 февраля по 27 марта Ленинградское управление НКВД, начальник-комиссар ГБ первого ранга Заковский, Штубис, 1894-1938 годы, провело операцию по выселению так называемых бывших людей. Из Ленинграда изъято и осуждено особым совещанием НКВД 11 702 человека, бывших дворян, фабрикантов, помещиков, офицеров, священников. Агранов временно исполнял 2 недели должность начальника Ленинградского управления НКВД. Он руководит следствием по делу об убийстве Сергея Мироновича Кирова. Политические репрессии в отношении более чем 11 тысяч человек. Ленинградцы дворянского происхождения были массово высланы из Ленинграда. Нарком внутренних дел Ягода отказал чекистам Ленинграда в санкции на арест Анны Ахматовой по обвинению в том, что она разделяла террористические настроения в отношении Кирова и Сталина, ее обвиняемых родственников. События творческой и личной жизни Анны Андреевны Ахматовой. 4 марта. Арест писателя и искусствоведа, заведующего секцией живописи Русского музея Станюковича, 1874-1939 годы. Высылка семьи Станюковича с женой и 4 детьми из Ленинграда в Саратов. В квартире Пунина неоднократно читались произведения Мандельштама, направленные против Сталина. «Мы живем под собою, не чуя страны» и другие. Октябрь. Пунин привез домой самоспуск для фотоаппарата и демонстрировал его работу своим гостям, упоминая по имени Сталина. В момент спуска Пунин зажмурил глаза, резко провел ладонью себе по шее и прокомментировал этот жест. «Взорвался наш друг Иосиф, взорвался». Ему сказали «вы пьяны» и насильно отправили спать. 22 октября. По инициативе Ленинградского управления НКВД заместитель начальника СПО УГБ Коркин и начальник 4-го отдела СПО УГБ Штукатуров выдали ордера на обыск и арест Гумилева, ордер номер 11324, и Пунина, ордер номер 11328. Решение об аресте Гумилева было принято раньше, чем решение об аресте Пунина. 23 октября. Произведен арест профессора Академии художеств Пунина и студента 2-го курса ИСТФАКа ЛГУ Льва Николаевича Гумилева. Оба помещены в ДПЗ УНКВД по Ленинградской области, улица Войнова, дом 25. Содержание под стражей по 1-й категории. Им предъявлено обвинение по групповому делу номер 3467, статья 58, пункт 10-11, контрреволюционная деятельность. 1 ноября. Письмо Анны Андреевны Ахматовой Сталину, в котором она дает честное слово, что они, ее муж и сын, ни фашисты, ни шпионы, ни участники контрреволюционных обществ. Сталин дал наркому Ягоде указание: «Товарищ Ягода, освободить из-под ареста и Пунина, и Гумилева и сообщить об исполнении. Сталин». Ахматова начала работу над поэмой «Реквием». Лев выгнан Пуниным из коридора квартиры в Фонтанном доме. События жизни Льва Николаевича Гумилева. Леве 23 года. Весна? Знак вопроса. Лев Гумилев читал Пунину свое стихотворение
и плакала Экабатана. В нем говорится о том, что жители не хотят оплакивать смерть сатрапа города Экабатаны Гарпага, перешедшего на сторону персов. Завоеватель царь Кир II Великий велел выставить тело Гарпага на показ. Но и тогда жители не плакали. Тогда царь велел казнить 100 граждан, и после этого весь город плакал. Лето. Бывший усадебный дом семьи Гумилевых перевезен из села Слепнево в село Градницы. В нем стала работать сельская школа. Гумилев в Манычской археологической экспедиции под руководством Артамонова 1898-1972 годы. 24-28 октября, 2 декабря. Допросы так называемого сына личного дворянина Льва Николаевича Гумилева. Пунин на допросах признал, что стихи Мандельштама являются ярко контрреволюционными. Они воспитывают нелюбовь к Сталину. И сообщил о Льве. Гумилев является выраженным антисоветским человеком. Общее содержание его контрреволюционных высказываний сводилось к необходимости смены советского строя и замены его монархией. Гумилев свои настроения пытался подкрепить ссылкой на историю, указывая, что все революции кончались реставрацией буржуазного строя. Гумилев говорил также, что надо выработать систему взглядов, а когда это будет сделано, осуществители этих взглядов придут. Стихи Экабатана были сочтены пасквилем, в котором автор якобы пародировал реакцию граждан на смерть Сергея Мироновича Кирова. 3 ноября. Оба освобождены за отсутствием состава преступления. Дело в их отношении прекращено. Лев Гумилев отчислен из ЛГУ как лицо, имеющее дворянское происхождение, и как сын осужденного за контрреволюционную деятельность. Лев стал жить на квартире у своего друга Акселя Федоровича Бекмана по адресу набережная реки Фонтанки, 149, квартира 14. 5 декабря. Гумилев начал книгу «Древние тюрки». 1936 год. События российской и мировой истории. 26 сентября. С поста наркома НКВД снят Ягода, 1891-1938 годы. Назначен Ежов. Агранов сохранил пост первого заместителя наркома НКВД. События творческой и личной жизни Анны Андреевны Ахматовой. 5-11 февраля. Поездка Ахматовой к сосланным в Воронеж супругам Мандельштам. События жизни Льва Николаевича Гумилева. Льву 24 года. Первая научная статья Льва Гумилева «Удельно-лествичная система у тюрок VI-VII веков». Лето. В Саркельской экспедиции под руководством Артамонова. Лев Николаевич Гумилев восстановлен в ЛГУ. Он начал учить персидский и английский языки. Знакомство с историком Кюнером, 1877-1955 годы. 1937 год. События российской и мировой истории. Июль. Агранов исключен из рядов КПСС. 20 июля арестован. События творческой и личной жизни Анны Андреевны Ахматовой. 20 февраля. Ахматова член Пушкинской комиссии, однако ее не пригласили на традиционное заседание, посвященное памяти Пушкина. Конец мая. Окончание срока ссылки Осипа Емельевича Мандельштама. Он вместе с женой вернулся в Москву. Ахматова сразу их навестила. События жизни Льва Николаевича Гумилева. Льву 25 лет. Знакомство и начало дружбы Льва Гумилева со сводным братом Орестом Николаевичем Высоцким. Работа в МАЭ у Кюнера,
экзамены в ЛГУ. Предмет «Основы марксизма-ленинизма» он сдал со второго раза на тройку. 1938 год. События российской и мировой истории. 19 января. Комиссар ГБ первого ранга Заковский, заместитель наркома НКВД и начальник Московского управления НКВД. 20 января. Ленинградское управление НКВД возглавил выдвиженец Ежова Литвин, 1892-1938 годы, руководивший чистками выдвиженцев Егоды в аппарате ГУГБ и НКВД. 2-13 марта. Процесс антисоветского правотроцкистского блока. Бывшие партийные функционеры Бухарин, Рыков и Крестинский и другие признаны врагами советского народа. С 1 июня по 1 августа Ленинградским управлением НКВД арестованы более 6500 участников антисоветских, националистических, повстанческих, диверсионных и шпионских формирований. 29 июля, 11 августа. Серия военных столкновений между японской императорской армией и РККА из-за споров о принадлежности территории у озера Хасан и реки Туманная. 1 августа. Расстрел Агранова по приговору военной коллегии Верховного суда СССР. 29 августа. Расстрел Заковского по приговору ВКВС. 7 сентября. Расстрел Горбунова по приговору ВКВС. 12 ноября. Самоубийство начальника Ленинградского управления НКВД, комиссара ГБ третьего ранга Литвина. 14 ноября. Начальник УНКВД по ЛО, комиссар ГБ второго ранга Гоглидзе. 17 ноября. Арест Хаттеневера. Расстрел 21 мая 1940 года. События творческой и личной жизни Анны Андреевны Ахматовой. 10 февраля. Арест студентов 5 курса филологического факультета ЛГУ Николая Ериховича, крестник императора Николая II и императрицы Александры Федоровны, сын генерал-майора Петра Ериховича и Теодора Шумовского. Управление НКВД по Ленинградской области завело уголовное дело номер 55724 по статьям 17, 58 пункт 8, 58 пункт 10, 58 пункт 11 УК РСФСР, обвинение Гумилева, Ериховича и Шумовского в участии в молодежной антисоветской террористической организации в ЛГУ и в подготовке террористического акта против Жданова, пристегнуто к сфабрикованному делу о так называемой прогрессивной партии. Ахматова в очередях с продуктовой передачей для сына перед домом предварительного заключения на улице Шпалерной. 4 апреля. Арест сводного брата Льва Николаевича Гумилева Высоцкого. 30 апреля. Санкция на арест Осипа Эмильевича Мандельштама. Ночь с 1 на 2 мая. Арест Осипа Эмильевича Мандельштама в подмосковном доме отдыха Саматиха. 2 августа. Суд по делу номер 19390/Ц. Особое совещание при Народном комиссаре внутренних дел СССР постановило за контрреволюционную деятельность заключить в исправтруд-лагерь сроком на 5 лет Мандельштама Осипа Эмильевича, 1891 года рождения, сына купца, бывшего эсера. 19 сентября. Ахматова разошлась с Пуниным. Так как иной жилплощади у нее не было, она осталась жить в его квартире. Гумилев, Ерихович и Шумовский, будучи контрреволюционно настроенными к руководителям ВКПБ и советской власти и существующему строю, с конца 1937 года
являясь активными участниками контрреволюционной террористической организации в городе Ленинграде, ставившие перед собой задачу свержения советской власти и реставрации капитализма в СССР, путем активной контрреволюционной агитации против политики ВКПБ и советского правительства, путем организации и совершения террористических актов над руководителями ВКПБ и советского правительства. Руководителем этой контрреволюционной террористической молодежной организации являлся Гумилев, который одновременно был связан с активными участниками антисоветской террористической группы, существовавшей при Ленинградской лесотехнической академии и возглавлявшейся Высоцким, Шуром и другими, подготовлявшими совершить теракт над руководителями ВКПБ и советского правительства. Ерихович, Шумовский и Гумилев, помимо вербовочной работы и антисоветской агитации против проводимых мероприятий ВКПБ и советской власти, на своих нелегальных сборищах обсуждали вопрос и высказывались о необходимости перехода к террористическим методам против руководителей ВКПБ и советского правительства, чем и совершили преступления, предусмотренные статьями 17, 58 пункт 8, 58 10, часть 1 и 58 11 УК РСФСР. В силу изложенного и руководствуясь статьями 319-320 УПК, военный трибунал приговорил: первое. Гумилева Льва Николаевича на основании статей 17, 58 пункт 8 УК РСФСР лишить свободы с содержанием ВТЛ сроком на 10 лет с поражением политических прав по пунктам А, Б, В и Г статьи 31 УК сроком на 4 года с конфискацией лично принадлежащего ему имущества. Второе. Ериховича Николая Петровича и третье. Шумовского Теодора Адамовича к лишению свободы ВТЛ на 8 лет каждый с поражением в политических правах на 3 года каждый и с конфискацией лично принадлежащего им имущества. 27 декабря. В пересыльном лагере близ разъезда Вторая речка под Владивостоком скончался русский поэт Осип Эмильевич Мандельштам. События жизни Льва Николаевича Гумилева. Льву 26 лет. Инцидент в ЛГУ на лекции, которую читал профессор кафедры истории русской литературы Пумпянской, 1891-1940 годы. 200 студентам-историкам. Лектор неверно описал маршрут экспедиции Гумилева и обвинил его во лжи и бахвальстве. Лев Гумилев ему резко возразил и, вступившись за отца, восстановил правду. 10 марта арест студента 4 курса ЛИФЛИ Льва Гумилева в квартире Бекмана, Фонтанка, 149. Так называемая первая Голгофа, внутренняя тюрьма УГБ, улица Войнова, 25, бывшая Шпалерная. Следователь, оперуполномоченный 8-го отделения 4-го отдела Управления НКВД по Ленинградской области, сержант госбезопасности Бархударян. Лев Николаевич Гумилев, подследственный по делу номер 55724. Обвинение в организации антисоветской молодежной контрреволюционной монархической организации. Характеристика из ЛГУ. Лев Гумилев за время пребывания на истфаке из числа студентов исключался, и после восстановления часто академическая группа требовала его повторного исключения. Гумилев, как студент, успевал только по специальным дисциплинам, получал двойки по общественно-политическим дисциплинам. Ленинизм вовсе не потому, что ему трудно учиться по этим дисциплинам, а он относился к ним как к принудительному ассортименту, к обязанностям которых он не желает выполнять. 26 июня. Судебное заседание по делу Льва Николаевича Гумилева. Особое совещание при НКВД СССР. Приговор Льву Николаевичу Гумилеву. Заключение ВТЛ 5 лет. 31 июля. Дело
номер 55724, утверждено заместителем начальника УНКВД ЛО майором госбезопасности Хаттеневером 1905-1940 годы. Август. Уголовное дело номер 55724 переслано из управления НКВД по Ленинградской области в прокуратуру Ленинградской области. Дело передано в военную прокуратуру ЛЕН-ВО с формулировкой «как ошибочно засланное в облпрокуратуру». 17 августа. В военной прокуратуре ЛЕН-ВО заведено дело «Наблюдательное производство» номер 1319. Конец августа. Перевод в тюрьму номер 1, Арсенальная, набережная 5. 27 сентября. Закрытое судебное заседание военного трибунала Ленинградского военного округа, ВТ-ЛВО, на котором было рассмотрено дело по обвинению Гумилева, Ереховича и Шумовского в преступлениях, предусмотренных статьями 17, 58 пункт 8, 58 пункт 10 часть 1 и 58 11 УК РСФСР. Из студентов избиениями выбили показания и подписи под ложным приговором. Признаю, что я, Гумилев, по день моего ареста являлся активным участником антисоветской молодежной организации в Ленинграде, которая была создана по моей инициативе и проводила деятельность под моим руководством. И далее. После того, как участники нашей организации Ерехович и Шумовский согласились со мной о переходе к террористическим методам борьбы против ВКПБ и советского правительства, я поставил конкретный вопрос о необходимости совершения террористического акта над секретарем ЦК и Ленинградского обкома ВКПБ Ждановым. На заседании трибунала отрицали предыдущие показания. Так Гумилев заявил: «Я все отрицаю. Показания своей на очной ставке с Шумовским я также отрицаю». Несмотря на отказ от своих показаний на суде, Лев Гумилев по приговору военного трибунала ЛЕН-ВО был осужден по 58 статье пункты 10-11 «Обвинение контрреволюционная террористическая организация» на 10 лет исправительно-трудовых лагерей ИТЛ с поражением в политических правах на 4 года и с конфискацией принадлежащего ему имущества. Лев Николаевич Гумилев на суде виновным себя не признал. 17 ноября. Военная коллегия Верховного суда СССР, руководитель Ульрих, рассмотрела кассационную жалобу Ереховича и Шумовского на приговор ВТ-ЛВО. Был заслушан доклад Орлова, заключение помощника главного военного прокурора Китаева и объяснение защиты в лице членов коллегии защитников Комодова и Бурака. Было вынесено определение номер 3809 в отношении осужденного Гумилева, жалобу как необоснованную отклонить. Приговор в отношении Гумилева за мягкостью и в отношении осужденных Ереховича и Шумовского за недоследованностью дела полностью отменить и дело направить через военный трибунал военному прокурору ЛВО для производства дополнительного расследования. Дело направлено на дополнительное расследование. 1 декабря. Лев Николаевич Гумилев осужден по статье 58 пункты 8-10 УК. 3 декабря. Этап из тюрьмы номер 2, Константиноградская улица 6, в лагерь на строительстве Беломор-канала. 9 декабря. Гумилев прибыл в Медвежьегорск. Далее 14-е лагерное отделение, общие работы на Беломор-канале в ББЛ, лесоповал за Онежским озером. 9 декабря. Начальнику тюрьмы номер 2 было сообщено о решении военной коллегии Верховного суда СССР с последующим объявлением этого решения Гумилеву, Ереховичу и Шумовскому.
Также о решении военной коллегии было сообщено и в военную прокуратуру ЛВО, куда вновь было передано дело. Лев Гумилев. К новому 1939 году я окончательно, что называется, дошел. Худой, заросший щетиной, давно не мывшийся, я едва таскал ноги из барака в лес. Видимо, я так бы и закончил свои дни, ударным трудом расчищая ложе канала в лесу под Медвежьегорском, но судьбе было угодно распорядиться иначе. Меня затребовали на пересмотр дела в Ленинград. Это меня спасло. 1939 год. События российской и мировой истории. 10 апреля. Ежов, 1895-1940 годы, снят с должности наркома НКВД. С 4 марта 1939 по 26 февраля 1941 года начальник УНКВД по городу Ленинграду майор ГБ Огольцов, 1900-1977 годы. 1 сентября. Начало Второй мировой войны. 25 ноября. Наркомом НКВД становится Берия. События творческой и личной жизни Анны Андреевны Ахматовой. Февраль. Ахматова. Лёва уже писал собственные научные работы, овладел языками. Он спросил однажды у своего профессора, верно ли то-то и то-то. Профессор ответил, раз вы так думаете, значит верно. И добавила, видимо, пытаясь себя немного успокоить, он очень вынослив, потому что всегда привык жить в плохих условиях, не избалован. Привык спать на полу, мало есть. Начальник управления НКВД комиссар ГБ второго ранга Гоглидзе дал разрешение на открытие дела оперативной разработки ДОР Анны Андреевны Ахматовой с мотивировкой «Скрытый троцкизм и враждебные антисоветские настроения». 6 апреля. Письмо Ахматовой Сталину с просьбой об освобождении сына из тюрьмы. «Сын мой уже 13 месяцев сидит в тюрьме. За это время я в полном одиночестве перенесла тяжелую болезнь – рак лица. Я уверена, что сын мой ни в чем не виновен перед Родиной и правительством. Своей работой он всегда старался оправдать то высокое доверие, которое вы нам оказали, вернув мне сына в 1935 году. Спасите советского историка». 22 апреля. Письмо Ахматовой направлено из особого сектора ЦК ВКПБ в прокуратуру СССР, секретариат Вышинского, с сопроводительной запиской. Пересылается полученное на имя товарища Сталина заявление Ахматовой для рассмотрения. О последующем распоряжении просьба сообщить заявителю. 5-я часть особого сектора. Май. Впервые за 15 лет Ахматовой пришло письмо из редакции Московского альманаха с просьбой прислать свои стихи. Их принял Константин Симонов, входивший в его редколлегию. 8 мая. Резолюция на письме Ахматовой. Прок Лен Обл. На РАСМ. Подпись. 3 июня. Письмо Ахматовой из отдела по спецделам прокуратуры СССР направлено прокурору Ленинградской области с формулировкой «Направляем вам на распоряжение жалобу Ахматовой А. О результатах сообщите жалобщику». 22 июня. Ахматовой было объявлено о приговоре сыну. 17 месяцев, кричу, зову тебя домой. Кидалась в ноги палачу, ты сын и ужас мой. Все перепуталось навек, и мне не разобрать теперь, кто зверь, кто человек, и долго ль казни ждать. Анна Андреевна Ахматова. Август у меня всегда страшный месяц. Всю жизнь. И упала
каменное слово на мою еще живую грудь. Ничего, ведь я была готова, справлюсь с этим как-нибудь. У меня сегодня много дела. Надо память до конца убить, надо, чтоб душа окаменела. Надо снова научиться жить. 26 августа. Просьба Ахматовой осталась без ответа, а ее письмо из первого отделения отдела по спецделам прокуратуры Ленинградской области поступило в военную прокуратуру ЛВО по принадлежности и было подшито в наблюдательное производство номер 1319. 11 сентября. Ахматова написала заявление в Президиум Ленинградского отделения Союза советских писателей, ССП, с просьбой принять ее в число членов Союза. 3 октября. Ахматова заполнила личную карточку члена Союза советских писателей. 11 ноября. Принимая во внимание большие заслуги Ахматовой перед русской поэзией, Президиум ССП СССР издал постановление о помощи Ахматовой, об улучшении ее материальных и жилищных условий. Конец ноября, начало декабря. Пытаясь что-нибудь сделать для сына, Ахматова выезжала в Москву. События жизни Льва Николаевича Гумилева. Льву 27 лет. 13 марта. Заявление Льва Гумилева на имя прокурора по надзору за НКВД с просьбой о сообщении ему решения Верховного суда, а также по какому надзорному ведомству он числится и об ускорении хода следствия, так как он сидит второй год, сам не зная за что. 16 марта. Справка УРЧ, учетно-регистрационной части тюрьмы, с информацией о том, кем, когда, на какой срок был осужден Лев Гумилев, когда он заключен под стражу и по какой статье обвинялся. В графе «Поведение в тюрьме» указано «Правил не нарушает». Конец марта. Истекал срок, отведенный для дополнительного расследования по делу Льва Гумилева. В первых числах апреля военный прокурор ЛВО Шмулевич продлил срок ведения следствия до 22 апреля. Причина – арестованные были этапированы с Беломорско-Балтийского канала в Ленинград с задержкой. 6 апреля. Этап в Ленинград. Пересмотр дела, та же 58-я статья со сменой пункта на пункт 17, террористическая деятельность, 10 лет лагерей. То есть расстрел. Лев Николаевич Гумилев в тюрьме номер 1, Кресты, камера номер 614, Арсенальная набережная, дом 7. Апрель, август, под знаком вопроса, в тюрьме Кресты открытие феномена пассионарности. 10 мая, Лев Гумилев в тюрьме УГБ, улица Воинова, 25. Расследование дела Льва Николаевича Гумилева закончено с резолюцией. Следственное дело номер 55724-38 по обвинению Гумилева, Ереховича и Шумовского в ПР статьи 17, 58, пункт 8, 58, пункт 10 и 58, пункт 11 УК РСФСР направить на рассмотрение особого совещания при НКВД СССР. Оперуполномоченный второго отдела ТУ УНКВД ЛО Бруков. Виза. Заместителя начальника следственной части УНКВД по городу Ленинграду, младшего лейтенанта ГБ Куликова, согласен. 15 мая. Обвинительное заключение утверждено начальником управления НКВД по городу Ленинграду, майором госбезопасности Огольцовым, 1900-1977 годы. 3 июня. Дело студентов передано на рассмотрение особого совещания при НКВД СССР. 26 июля. Окончательное решение по делу студентов было принято,
особым совещанием при НКВД СССР Гумилев по 58 статье пункты 10-11 «Антисоветская деятельность и организация антисоветской деятельности», 5 лет лагерей и ссылка. Ерехович и Шумовский осуждены к заключению в исправительно-трудовых лагерях сроком на 5 лет каждый. Лев Николаевич Гумилев в тюрьме УГБ, улица Воинова, 25. Лев Николаевич Гумилев виновным себя не признал. Август. Решение особого совещания объявлено подсудимым и их близким. Гумилев определен в Норильский лагерь, Ерехович в Севвостлаг. 20 августа он был направлен в город Владивосток для дальнейшего направления на Колыму. Шумовский на север. В августе он выбыл в город Котлас Архангельской области. Но с вынесением окончательного приговора дело не было закрыто, так как чиновники от правосудия требовали проверить факты, истребовать дело. 15 августа. Гумилев в тюрьме номер 1, Кресты, корпус 1, камера номер 360. До этапа Лев Гумилев подал заявление о пересмотре принятого особым совещанием определения. 21 сентября. Этап в телячьем вагоне через пересыльные тюрьмы Свердловска и Красноярска. Затем на барже с ворами по Енисею в порт Дудинка. Конец ноября. Начало ведомственной переписки по делу Льва Гумилева. 1940 год. События российской и мировой истории. 21 августа. Убийство Троцкого. События творческой и личной жизни Анны Андреевны Ахматовой. 5 января. Ахматова была торжественно принята в Союз советских писателей. Из Москвы ей прислали единовременное пособие 3000 рублей, повысили пенсию до 750 рублей, обещали квартиру. Ахматову снова стали приглашать на выступления в Выборгский дом культуры, в Капеллу. В Капелле ее выступления встретили овацией. После долгих лет запрета в ведущих литературных журналах СССР «Ленинград», номер 2, «Звезда», номера 3 и 4, «Литературный современник», номера 5 и 6, появились стихотворения Анны Ахматовой. Май. В Ленинграде вышел сборник Анны Ахматовой из 6 книг. 25-30 августа. Ахматова гостила на даче у Пастернака в Переделкине. В ночь на 27 декабря начало работы Анны Ахматовой над поэмой «Без героя». События жизни Льва Николаевича Гумилева. Льву 28 лет. 5 января. Лев Николаевич Гумилев прибыл в ВТЛ Нориль-Лага. Общие земляные работы. Коллектор на угольной штольне. Затем на медно-никелевом руднике. Барак номер 14, личное дело номер Г 2084. 18 января. Резолюция чиновника военной прокуратуры ЛВО истребовать дело Льва Гумилева для проверки доказательств. Проверка шла до конца марта. Лето. Перевод Льва Николаевича Гумилева в ОТК и барак казахам, в котором он выучил казахский язык. Гумилев сочинил трагедию в стихах о Чингисхане «Смерть князя Джамуги». 1941 год. События российской и мировой истории. 22 июня. Начало Великой Отечественной войны. 6 сентября. Первая массированная бомбежка Ленинграда. 22 ноября. Открыта дорога жизни по льду Ладожского озера. 5 декабря. Начало контрнаступления под Москвой. События творческой и личной жизни Анны Андреевны Ахматовой. 28 сентября. У Ахматовой дистрофические отеки. По решению властей ее эвакуируют.
сначала в Москву, затем в Чистополь, оттуда с семьей Корнея Ивановича Чуковского через Казань в Ташкент. События жизни Льва Николаевича Гумилева. Ему 28 лет. Продолжительность рабочего дня в ИТЛ увеличили до 12 часов. Гумилев переведен на работу на шахту в геологический отдел Норильского комбината. Затем лаборант и архивариус в химической лаборатории. 1942 год. События российской и мировой истории. 17 июля. Начало Сталинградской битвы. 26 августа. Немецкий крейсер «Адмирал Шеер» прошел в Карское море и обстрелял острова Медвежий и Новый Диксон. Встречен огнем, и высадка немецкого десанта не состоялась. События творческой и личной жизни Анны Андреевны Ахматовой. 23 февраля. Стихотворение Ахматовой «Мужество». Правда, 8 марта 1942 года. 25 июля. В блокадном Ленинграде умерла 23-летняя сводная сестра Льва Елена. 24 декабря. В Бежецке в возрасте 88 лет умерла бабушка Анна Ивановна Гумилева. События жизни Льва Николаевича Гумилева. Ему 30 лет. В лагере Лев Гумилев сочинил 2 поэмы в стихах «Посещение Асмодея», осенняя сказка, и «Волшебные папиросы», зимняя сказка, напечатаны в 1992 году. 1943 год. События российской и мировой истории. 27 января. Завершено полное снятие блокады Ленинграда. 2 февраля. Завершение окружения немецкой группировки под Сталинградом. 5 июля, 23 августа. Курская битва. 28 ноября. Положение о порядке открытия церквей. События творческой и личной жизни Анны Андреевны Ахматовой. Май. В Ташкенте вышел сборник стихотворений Ахматовой. События жизни Льва Николаевича Гумилева. Ему 31 год. 10 марта. Окончание срока наказания Льва Николаевича Гумилева. Освобождение. Подписка о работе на Норильском комбинате до конца войны. 13 марта. Лев Гумилев расконвоирован. Он ссыльно-поселенец ЛАП-283. Работа в геологическом отделе. Геотехник. Лето. Гумилев в Нижнетунгусской геолого-разведочной экспедиции Норильского комбината. Затем на Нижней Тунгуске. 1944 год. События российской и мировой истории. 1 августа. Варшавское восстание. Осень. Войска Красной Армии пересекли границу СССР с Польшей и Румынией, подошли к Восточной Пруссии. События творческой и личной жизни Анны Андреевны Ахматовой. 15 мая. Ахматова вылетела из Ташкента в Москву. Живет на Большой Ордынке у Ардовых. Изменения в отношении к сыну. Лето. Возвращение Ахматовой в Ленинград. Она выезжает на Ленинградский фронт с чтением стихов. Декабрь. Творческий вечер Ахматовой в Доме писателей. Ленинград. События жизни Льва Николаевича Гумилева. Ему 32 года. Работа в химической лаборатории, лаборант. Гумилев в экспедиции с помощью магнитометра нашел большую залежь железа. 13 октября. Гумилев, доброволец, вместе с группой из 16 работников Норильского комбината призван Туруханским горвоенкоматом в ряды РККА. Последним пароходом из Туруханска отправлен в военный лагерь Черемушки, Омск. Декабрь. Принятие воинской присяги. Отправка на фронт через Москву. 1945 год.
События российской и мировой истории. 9 мая. День Победы, полная капитуляция Германии. 6 и 9 августа атомная бомбардировка американцами городов Хиросима и Нагасаки, Япония. События творческой и личной жизни Анны Андреевны Ахматовой. 15 ноября. Встреча Ахматовой с английским журналистом-дипломатом, первый секретарь посольства Великобритании в Москве, и политическим деятелем Берлиным, 1909-1993 годы. Возобновление дела Анны Андреевны Ахматовой. Ее оперативная разработка резко активизировалась. По подозрению в шпионаже она становится объектом тщательной проверки, выявляются ее связи, в ее квартире устанавливают подслушивающее устройство. События жизни Льва Николаевича Гумилева. Ему 33 года. 1 января. Гумилев в зенитно-артиллерийском полку номер 1386 31-й зенитно-артиллерийской дивизии, рядовой на должности орудийный номер. Январь-май. Гумилев участник взятия Варшавы. 4 марта. За отличные боевые действия при прорыве сильно укрепленной обороны немцев восточнее города Штаргарт рядовому Гумилеву объявлена благодарность. 23 марта. Участие во взятии города Альдамма. 14 апреля. Участие в штурме Зиеловских высот. С 16 апреля Гумилев участник штурма Берлина. За сочинение истории полка номер 1386 премирован поездкой в Прагу. 25 сентября. Демобилизация Льва Николаевича Гумилева. 15 ноября. В квартире матери встреча с Берлиным. 1 декабря. Гумилев принят на работу в ЛО Институт востоковедения АН СССР. Пожарный. 1946 год. События российской и мировой истории. 5 марта. Речь премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля в Вестминстерском колледже, Фултон, США. Начало холодной войны. 4 мая. Абакумов, 1908-1954 годы, нарком государственной безопасности. События творческой и личной жизни Анны Андреевны Ахматовой. Первая половина года. Творческие вечера Ахматовой следуют один за другим. Москва, Ленинград, всюду восторженный прием. 14 августа. Постановление ЦК ВКПБ о журналах «Звезда» и «Ленинград». Творчество Ахматовой, как чуждое идеологически, подверглось жесткой критике. 1 сентября. Президиум правления Союза писателей СССР постановил исключить Ахматову и Зощенко из Союза советских писателей. События жизни Льва Николаевича Гумилева. Льву 34 года. 15 марта. Гумилев восстановлен в ЛГУ, экстерном сдал все экзамены за полный курс обучения, окончил ЛГУ и сдал кандидатский минимум. Поступил в аспирантуру ЛО Института востоковедения АН СССР. Лето. В Юго-Подольской археологической экспедиции. 1947 год. События российской и мировой истории. 26 мая. Указ Президиума Верховного Совета СССР об отмене смертной казни в мирное время. 23 декабря. В СССР День Победы объявлен обычным рабочим днем. События жизни Льва Николаевича Гумилева. Ему 35 лет. Лев Гумилев работает над кандидатской диссертацией «Подробная политическая история первого тюркского каганата». Лето. Юго-Подольская археологическая экспедиция. Посещал Бежецк, разыскал захоронение бабушки и тети. После этого в Бежецке никогда больше не был. 1 декабря. Гумилев исключен из аспирантуры ЛО и В АН СССР.
1948 год. События российской и мировой истории. 15 февраля. Ленинградское дело. 14 мая. Образование государства Израиль. Август. Сессия Восхнил. Начало кампании по борьбе с морганизмом и космополитизмом. 31 августа. Смерть Жданова. События жизни Льва Николаевича Гумилева. Ему 36 лет. 5 марта. Работа библиотекарем полставки в библиотеке психиатрической больницы имени Болинского на 5-й линии Васильевского острова. 15 мая. Гумилев в Горно-Алтайской археологической экспедиции ИИМК и Государственного Эрмитажа под руководством Руденко. Раскопки на 3-м царском кургане Юэджи в урочище Пазырык. 28 декабря. Защита Гумилевым кандидатской диссертации на тему «Политическая история первого тюркского каганата» на историческом факультете ЛГУ. 1949 год. События российской и мировой истории. 5-8 января. Создание СЭФ. 29 августа. Испытание первой атомной бомбы в СССР. События творческой и личной жизни Анны Андреевны Ахматовой. 26 августа. Арест Пунина. Начальник УКГБ по ЛО генерал-лейтенант Лагуткин. События жизни Льва Николаевича Гумилева. Ему 37 лет. 4 января. Гумилев работает в Музее этнографии народов СССР, старший научный сотрудник. Лето. Саркельская экспедиция под руководством Артамонова, раскопки хазарских могильников. 6 ноября. Арест Льва Гумилева. Этап в Москву. Тюрьма Лефортово, МГБ СССР, одиночная камера. Обвинение по статье 58, пункт 1. 31 декабря. ВАК СССР присвоил Льву Николаевичу Гумилеву степень кандидата исторических наук. 1950 год. События российской и мировой истории. 8 марта. СССР объявил о наличии у него атомной бомбы. 1 октября. Расстрел бывшего секретаря ЦК ВКПБ генерал-лейтенанта Кузнецова, бывшего председателя Совета министров РСФСР Родионова, бывшего партийного руководителя Ленинграда и других фигурантов так называемого Ленинградского дела. События жизни Льва Николаевича Гумилева. Ему 38 лет. 25 августа. Лубянка. Обвинение за 1935 год. Статьи 17, 58, пункт 8, 10 без состава преступления. 13 сентября. Суд. Особое совещание при МГБ СССР. Гумилев осужден по статье 58, пункты 8, 10, 11 УК РСФСР, антисоветская агитация, террор, намерение, сроком на 10 лет. Лев Николаевич Гумилев обратился с просьбой о пересмотре решения суда. По его делу, где указал, что его осуждение явилось результатом отрицательного отношения к его матери, поэтессе Ахматовой, и к нему, как к молодому ученому-востоковеду. В пересмотре решения ОСО главным военным прокурором Гумилеву было отказано. 23 ноября. Этап из Лефортовской тюрьмы через пересыльную тюрьму в Челябинске в 3-е отделение Карлага, особый лагерь Песчаный. Песчан-Лаг, МВД СССР, под Карагандой. 13 декабря. Перевод Льва Николаевича Гумилева в 10-е лаготделение Карлага. 1951 год. События российской и мировой истории. 12 марта.
Верховный Совет СССР принял закон о защите мира. События творческой и личной жизни Анны Андреевны Ахматовой. 19 января. По предложению Фадеева восстановлено членство Ахматовой в Союзе писателей СССР. Май. Первый инфаркт миокарда Анны Андреевны Ахматовой. События жизни Льва Николаевича Гумилева. Ему 39 лет. Лев Гумилев на общих работах, затем топограф, истопник, изучение персидского языка, чтение в бараке лекций по истории. 3 сентября. Этап в Сибирь, перевод в лагерь Камышовый, поселок Ольжерас при шахте Томуса. Лагерный номер Б-739. Знакомство и дружба с Вознесенским. Строительные работы. Свободное время участие в самодеятельном театре из зэков под руководством певца Пичковского. 1896-1966 годы. Работа чертежником. 1952 год. События творческой и личной жизни Анны Андреевны Ахматовой. 19 января. Восстановлено членство Ахматовой в Союзе писателей СССР. Март. Анна Андреевна Ахматова выселена со всей семьей Пуниных из квартиры в Фонтанном доме на улице Красной Конницы, дом 4. События жизни Льва Николаевича Гумилева. Ему 40 лет. Лев Гумилев работает грузчиком. Больница, инвалидность. Начало работы над историей Хунну. Работа библиотекарем. 28 мая. В Бежецке умерла тетя Сверчкова. 1953 год. События российской и мировой истории. Март. Смерть Сталина. 11 марта. Генерал-лейтенант Огольцов снят с поста начальника ГРУ МГБ. 3 апреля. Арест генерал-лейтенанта Огольцова по обвинению в убийстве Михоэлса. 27 марта. Указ Президиума Верховного Совета СССР об амнистии всех заключенных, чей срок не превышал 5 лет, кроме осужденных на 10-25 лет за бандитизм, умышленное убийство, за контрреволюционные преступления и за хищение социалистической собственности в особо крупных размерах. 23 июня. Арест Берии. Ночь с 26 на 27 июня. Арест генерал-полковника Гоглидзе по делу Берии. 6 августа. Постановление ЦК КПСС об освобождении генерал-лейтенанта Огольцова. 23 декабря. Расстрел Берии и Гоглидзе. События творческой и личной жизни Анны Андреевны Ахматовой. 21 августа. В больнице лагеря для нетрудоспособных заключенных поселка Абезь, Коми АССР, умер Пунин. События жизни Льва Николаевича Гумилева. Ему 41 год. Лев Гумилев, помощник Дневального в КВЧ. Работа в бухгалтерии. По доносу месяц в камере. Лев Гумилев переведен в ИТЛ в Омскстрой МВД СССР. Омск, 29, почтовый ящик 125, Управление строительства и исправительно-трудовых лагерей. Работа на строительстве нефтеперерабатывающего завода и ТЭЦ-3. Получение инвалидности. Гумилев переселен в инвалидный барак. 1954 год. События российской и мировой истории. Январь. Генерал-лейтенант Огольцов уволен в запас МВД. 13 марта. Образование КГБ. Председатель Серов. 7 июля. Постановление ЦК КПСС о крупных недостатках в научно-атеистической пропаганде
и мерах ее улучшения. Начало антирелигиозной кампании в СССР 1954-1964 годы. Начало освоения целины 1954-1960 годы. 19 декабря – расстрел Абакумова по решению закрытого суда. 21 декабря – смерть Ильина в Швейцарии. События творческой и личной жизни Анны Андреевны Ахматовой. 8 февраля. Ахматова подала на имя председателя Президиума Верховного Совета СССР Климента Ефремовича Ворошилова прошение о пересмотре дела Гумилева. В нем она пишет о том, какую ценность для советской исторической науки представляет его научная деятельность. 12 февраля. Резолюция Ворошилова «Прошу помочь» направлена действительному государственному советнику юстиции Руденко. Май. Ленинградское отделение Литфонда выделило Ахматовой дачный домик, так называемая будка, в поселке писателей Комарова. 14 июля. Центральная комиссия по пересмотру уголовных дел приняла решение отказать Ахматовой Анне Андреевне в ее ходатайстве о пересмотре решения особого совещания при МГБ СССР от 13 сентября 1950 года по делу ее сына Гумилева Льва Николаевича. 6 июля. Докладная записка Руденко Ворошилову об отказе в просьбе Ахматовой о реабилитации ее сына, поскольку Гумилев Л.Н. осужден правильно. Причины. На следствии в 1949-1950 годах Гумилев показал, что антисоветские взгляды у него возникли еще в 1933 году под влиянием антисоветски настроенных поэта Мандельштама и отчима Гумилева Пунина. Он и Пунин сгруппировали вокруг себя единомышленников в лице студентов Борина, Полякова, Махаева, и к 1934 году у них сложилась антисоветская группа. Практически они на его, Гумилева, квартире неоднократно высказывали различные клеветнические измышления в отношении руководителей партии и правительства, охаивали условия жизни в Советском Союзе, обсуждали методы борьбы против советской власти и вопрос о возможности применения террора в борьбе против советского правительства, читали стихи контрреволюционного содержания. По поводу антисоветской деятельности в период 1945-1948 годов Гумилев показал, что после освобождения его из места заключения в 1944 году его взгляды оставались враждебными советской власти. Так, после опубликования постановления ЦК ВКПБ о журналах «Звезда» и «Ленинград», он осуждал это постановление, заявлял, что в Советском Союзе нет свободы печати, что настоящему писателю делать нечего, ибо нужно писать так, как приказывают, по стандарту. События жизни Льва Николаевича Гумилева. Ему 42 года. Лев Гумилев на работах по уборке снега и на стройке. Обострение язвы, тюремная больница. 1955 год. События российской и мировой истории. 14 мая. Создание организации Варшавского договора. События творческой и личной жизни Анны Андреевны Ахматовой. Хлопоты Анны Андреевны Ахматовой и других об освобождении сына. Лето. Затяжка в рассмотрении дела Гумилев. В Москве мое дело все разбирают и разбирают. Амнистия не распространялась на особо опасных государственных преступников, шпионов, диверсантов, террористов, троцкистов, эсеров, националистов и других. События жизни Льва Николаевича Гумилева. Ему 43 года. Март. Гумилев снова болен. На днях надорвался.
Меня на носилках стащили в больницу, и сутки я был в тяжелом состоянии, даже терял сознание. В ноябре ему стало еще хуже. Здоровье очень плохо. Лежу в больнице. Кроме язвы и ослабления мышцы в сердце, есть еще межреберная невралгия. В перерывах между больницей работа истопником в теплице. Написал работу «Динлинская проблема» о пересмотре гипотезы Грум-Гржимайло в свете новых исторических и археологических материалов. Опубликовал в «Известиях ВГО» в 1959 году. Карцер и перевод на тяжелые работы. Больница. Конец года. Живу сейчас средне. Хожу на работу, учусь на сапожника. И через 3 дня еще. Я стал сапожником. Все, включая начальство, хохочут надо мной, но мне наплевать. Я в тепле. 1956 год. События российской и мировой истории. 14-25 февраля. 20-й съезд партии. Речь Хрущева о культе личности и его последствиях. 5 марта. Президиум ЦК КПСС принял постановление об ознакомлении с докладом товарища Хрущева на 20-м съезде КПСС. 30 июня. Постановление ЦК КПСС о преодолении культа личности и его последствий. 23 октября, 9 ноября. Подавление восстания в Венгрии. Выход в Париже сборника статей Ильина «Наши задачи» в 2 томах. События творческой и личной жизни Анны Андреевны Ахматовой. По указанию начальника ЛО Управления КГБ генерал-майора Миронова 1913-1964 годы, дело об оперативной разработке Ахматовой закрыто. В 3 томах, около 900 страниц. 4 марта. В канун годовщины смерти Сталина Анна Андреевна Ахматова. Теперь арестанты вернутся, и 2 России глянут друг другу в глаза. Та, что сажала, и та, которую посадили. Началась новая эпоха. 15 апреля. После встречи в Москве с сыном, вернувшимся из ссылки, Анна Андреевна Ахматова отправила его в Ленинград, а сама осталась в Москве, в квартире семьи Ардовых. События жизни Льва Николаевича Гумилева. Ему 44 года. Работа библиотекарем в тюремной библиотеке. Обострение язвы. Снова в больнице. Операция по удалению аппендицита. Февраль. В лагерь приехала комиссия, которая обследовала заключенных и единогласно вынесла свой вердикт. Льву Николаевичу Гумилеву освобождение с полной реабилитацией. 24 марта. Освобождение Льва Николаевича Гумилева. Он вернулся из заключения с 2 чемоданами рукописей монографий «Хунны» и «Древние тюрки». 15 апреля. Приезд Гумилева из лагеря в Москву. 11 мая. Возвращение в Ленинград. 2 июня. Указ Верховного Совета СССР о полной реабилитации Льва Николаевича Гумилева по делу номер 1950-1949. Заочное знакомство с учеником Петра Струве и Вернадского, евразийцем Савицким, 1895-1968 годы, через солагерника, профессора-историка Гуковского, 1898-1971 годы. Начало их переписки. 1957 год. События российской и мировой истории. 4 октября. Запуск в СССР первого в мире искусственного спутника Земли. События жизни Льва Николаевича Гумилева. Ему 45 лет. Гумилев принят на работу в Государственный Эрмитаж,
на временную ставку в научную библиотеку. Он лаборант, старший научный сотрудник. Лето. Отдых на Рижском взморье. Ангарская арктическая экспедиция под руководством академика Окладникова, 1908-1981 годы. Открытие наскальной живописи. Получил комнату в коммунальной квартире на Московском проспекте, дом 195. Прописан этнографом Крюковой, 1904-1978 годы. Прихожанин церкви Казанской иконы Божией Матери, поселок Сусанино, Гатчинский район. Настоятель протоиерей Бутыло. 1958 год. События творческой и личной жизни Анны Андреевны Ахматовой. 31 октября. Борис Леонидович Пастернак общим собранием писательской общественности исключен из Союза писателей СССР. 23 ноября. Последнее донесение в деле Анны Андреевны Ахматовой. События жизни Льва Николаевича Гумилева. Ему 46 лет. Лев Гумилев – член бюро и заместитель председателя отделения этнографии в Географическом обществе СССР. Председатель Руденко. Язва. Лечение в Кисловодске. Знакомство Льва Николаевича Гумилева с Рерихом, 1902-1960 годы. Гумилев окончил рукопись «Северная граница Китая». 1959 год. События российской и мировой истории. 8 июня. Постановление Совета министров СССР о лишении звания генерал-лейтенанта Огольцова, как дискредитировавшего себя за время работы в органах и недостойного в связи с этим высокого звания генерала. События творческой и личной жизни Анны Андреевны Ахматовой. 21 мая. У Анны Андреевны Ахматовой межреберная невралгия, принятая врачом скорой помощи за инфаркт миокарда. С этим диагнозом она госпитализирована в Боткинскую больницу, Ленинград. События жизни Льва Николаевича Гумилева. Ему 47 лет. Выход из печати 3 статей Льва Николаевича Гумилева по тюркской тематике. Начало занятий Льва Николаевича Гумилева палеогеографией. Сентябрь. Лев Гумилев, начальник Астраханской археологической экспедиции Государственного Эрмитажа. Сардеи. 8 сентября. Высадка экспедиции на пристани города Янатаевска, на правом берегу Волги. На берегу Ахтубы, между селами Селитряным и деревней Баста, открыты сарматские погребения. 1960 год. События творческой и личной жизни Анны Андреевны Ахматовой. 30 сентября. Разрыв с матерью. Лев Гумилев 2 месяца в больнице. Книга Льва Николаевича Гумилева «Хунну». Восток издат. Тираж 1000 экземпляров. Ряд статей Гумилева «Бахрам Чубин», «Опыт критики источников» и другие. Восторженный отзыв Савицкого. События жизни Льва Николаевича Гумилева. Ему 48 лет. Лев Николаевич Гумилев на Конгрессе востоковедов, Москва. С 18 августа Лев Николаевич Гумилев 2 месяца в Астраханской археологической экспедиции Государственного Эрмитажа вместе с Алексиным. Дельта Волги. Найдены сарматские погребения около Янатаевска и первое хазарское погребение. 1961 год. События российской и мировой истории. 12 апреля. Полет Юрия Гагарина на космическом корабле «Восток». События творческой и личной жизни Анны Андреевны Ахматовой. Апрель. Савицкий с согласия Гумилева пересылает его письма профессору Ельского университета, США, Вернадскому, 1888-1973 годы.
Октябрь. Анна Андреевна Ахматова госпитализирована в хирургическое отделение первой Ленинградской больницы в связи с обострением хронического аппендицита. После операции третий инфаркт миокарда. События жизни Льва Николаевича Гумилева. Ему 49 лет. Защита Гумилевым докторской диссертации по теме «Древние тюрки VI-VII веков». 18 июля. Астраханская археологическая экспедиция Государственного Эрмитажа под руководством Льва Николаевича Гумилева прибыла на бугор Степана Разина, Зеленгинский район, около начала Беленского банка. Раскопки могильника. Найдены фрагменты сарматской керамики. 5 августа по 13 августа. Экспедиция Гумилева на берегу Каспийского моря. Исследование подводной части стены Дербентской крепости. Сентябрь. Резкое обсуждение книги Гумилева «Хунну» и рецензии на нее Васильева в Государственном Эрмитаже. Декабрь. Дискуссия по взглядам Льва Николаевича Гумилева на проблему Хунну в ЛО Института народов Азии и Африки Академии наук СССР. 1962 год. События российской и мировой истории. 1-2 июня. Расстрел забастовки рабочих Новочеркасского электровозостроительного завода и других в Новочеркасске, Ростовская область. Октябрь. Карибский кризис. События творческой и личной жизни Анны Андреевны Ахматовой. Новый год Анна Андреевна Ахматова встретила в больнице. Первое собрание сочинений Николая Степановича Гумилева за рубежом, США, в 4 томах, под редакцией Струве, Филиппова. Август. Ахматова выдвинута на Нобелевскую премию. Присуждена ей не была. 8 декабря. Ахматова впервые записала на бумагу поэму «Реквием». События жизни Льва Николаевича Гумилева. Ему 50 лет. 25 мая. Переход в ГНИИ, экономико-географический научно-исследовательский институт при ЛГУ. Доклад Льва Николаевича Гумилева «Каспий, климат и кочевники» в Казанском государственном университете. Лето. Астраханская археологическая экспедиция Государственного Эрмитажа под руководством Льва Николаевича Гумилева. 23 июля. Доисследование бугра Степана Разина. На бугре Биллинга найдено сарматское погребение. Найдены хазарские погребения на Беровских буграх. 16 августа. В дельте Волги, поселок Кордун, обнаружено скопление керамики VIII-X веков. Гумилев помогает Бутыло и принимает активное участие в крещениях на дому ряда сотрудников ЛГУ. 1963 год. События жизни Льва Николаевича Гумилева. Ему 51 год. Начало зажима. Льва Гумилева перестали печатать в исторических журналах. Весна. Экспедиция ЛГУ под руководством Гумилева в дельту Волги и на Терек. Поиски и открытие Семендера. 1964 год. События российской и мировой истории. 14 октября. Пленум ЦК освободил Хрущева от партийных и государственных должностей по состоянию здоровья. Первым секретарем ЦК КПСС стал Леонид Ильич Брежнев. Начало эпохи застоя в СССР. События творческой и личной жизни Анны Андреевны Ахматовой. 50-летие поэтической деятельности Анны Андреевны Ахматовой. 12 декабря. В связи с юбилеем поэтической деятельности Ахматовой и с выходом в Италии сборника ее избранных произведений в замке Урсино, Катания, Сицилия, Ахматовой вручена литературная премия
Этно-Таормина. События жизни Льва Николаевича Гумилева. Ему 52 года. Начало публикации цикла статей Гумилева «Ландшафт и этнос», так называемая «Сюита», в Вестнике ЛГУ, 14 выпусков. Весна. Съезд ВГО в Бухаре. Лето. Экспедиция Льва Николаевича Гумилева в район реки Арчеда с лесомелиоратором Гаелеем. 1900-1990 годы. 1965 год. События творческой и личной жизни Анны Андреевны Ахматовой. 5 июня. Церемония облачения Ахматовой в мантию доктора литературы, Лондон, Оксфордский университет. 17-21 июня. Анна Андреевна Ахматова в Париже. Начало октября. Выходит последний прижизненный сборник стихотворений и поэм Анны Андреевны Ахматовой «Бег времени». 19 октября. Последнее публичное выступление Ахматовой на торжественном вечере в Большом театре, посвященном 700-летию со дня рождения Данте. 10 ноября. Четвертый инфаркт миокарда Анны Андреевны Ахматовой. События жизни Льва Николаевича Гумилева. Ему 53 года. Доклад Гумилева о времени написания слова о полку Игореве, резкие дискуссии с оппонентами. ВАК СССР присвоил Гумилеву звание доктора исторических наук. Лето. Находка в районе поймы реки Арчеды, поселение Бродников-Казаков. X-XV века. 1966 год. События российской и мировой истории. 18 мая. Руководитель КГБ Андропов. 6 июня. Постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР об общественном призыве молодежи на важнейшие стройки пятилетки. События творческой и личной жизни Анны Андреевны Ахматовой. 3 марта. Ахматова в кардиологическом санатории Подмосковье. 5 марта. Утро. Ахматова скончалась. 9 марта. Гражданская панихида во дворе морга Института имени Склифосовского. Москва. 10 марта. Гражданская панихида в Доме писателей Ленинград. По благословению митрополита Ленинградского и Ладожского Никодима, Ротова, 1929-1978 годы, в Никольском морском соборе Ленинграда совершено церковное отпевание Ахматовой. Похороны Ахматовой на кладбище в поселке Комарова под Ленинградом. Лев Николаевич Гумилев передал архив Ахматовой в Пушкинский дом. Дочь Николая Николаевича Пунина, Ирина Пунина Рубинштейн, 1921-2003 годы, забрала из Пушкинского дома архив Ахматовой и стала распродавать ее литературное наследство. Публикации выдержек из архива в зарубежной прессе. Записные книжки Ахматовой попали в Турин. Начало судов по наследству Ахматовой. События жизни Льва Николаевича Гумилева. Ему 54 года. Июнь. Книга Гумилева «Открытие Хазарии». Тираж 15 тысяч экземпляров. Прошение Льва Николаевича Гумилева на имя митрополита Ленинградского и Ладожского Никодима на совершение таинства отпевания Ахматовой. 15 июня. Первая встреча в Москве Гумилева с художницей Симоновской, членом МОСХ. Экспедиция Гумилева на Хазар-Калу и Семендер. Август. Поездка на 7-й Международный археологический конгресс в Праге. Встреча с Савицким. Лев Николаевич Гумилев отстаивал свое право на передачу архива Ахматовой в Пушкинский дом. 1967 год.
События общественной и творческой жизни Льва Николаевича Гумилева. Выход книги Льва Николаевича Гумилева «Древние тюрки». Москва. Наука. Тираж 4800 экземпляров. Затягивание судебного процесса по наследству Ахматовой из-за неявок Ирины Пуниной. Лето. Экспедиция Льва Николаевича Гумилева в Хазарию. Поездка Льва Николаевича Гумилева на конференцию в Будапешт с докладом «Тайная и явная история монголов XII-XIII веков». Знакомство Гумилева с генетиком Тимофеевым Рисовским, 1900-1981 годы. Совместная работа. События личной жизни Льва Николаевича Гумилева. Ему 55 лет. 26 апреля ГНИ не рекомендован для переизбрания на должность старшего научного сотрудника. 15 июня переезд Симоновской к Гумилеву в Ленинград. Женитьба. Разрыв со всеми знакомыми, отстаивавшими линию Ирины Пуниной, Лукницким, Немиловой, Бруни, Бергольц, Ардовым и другими. Знакомство и дружба с юристом Лукьяновым. 1968 год. События российской и мировой истории. С 5 января по 20 августа. Так называемая Пражская весна. 21 августа. Ввод войск стран ОВД в Чехословакию. События общественной и творческой жизни Льва Николаевича Гумилева. 13 апреля. Смерть в Праге Савицкого. Суд по наследству Ахматовой взят под контроль Верховным Советом СССР, но прокурор переносит заседание. События личной жизни Льва Николаевича Гумилева. Льву Николаевичу 56 лет. Угроза увольнения из ГНИ. Помощь президента ВГО Колесника. Гумилев переизбран единогласно на ученом совете. Переход на кафедру экономической географии, чтение лекций студентам. 1969 год. События российской и мировой истории. Со 2 по 15 марта советско-китайский пограничный конфликт на острове Даманской. Вооруженные действия между СССР и КНР. События общественной и творческой жизни Льва Николаевича Гумилева. Март. 7 дней суда. Решение. Изъять денежные средства, незаконно полученные Ириной Пуниной. Июнь. Верховный суд РСФСР постановил считать все наследство Анны Андреевны Ахматовой подаренным Пуниной. События личной жизни Льва Николаевича Гумилева. Льву Николаевичу 57 лет. Март. Разрыв Гумилева с Тимофеевым Рисовским. Лето. Отдых с супругой в Бухаре. 1970 год. События общественной и творческой жизни Льва Николаевича Гумилева. Выход книги Гумилева «Поиски вымышленного царства». Москва. Наука. Тираж 9500 экземпляров. Статья Гумилева «Этногенез и этносфера». Природа. 1970 год. Номера 1, 2. Начало диспута Гумилева по проблемам этноса с академиком Бромлеем. Природа. 1970 год. Номер 2. Который заимствовал идеи Гумилева без ссылок на него. Гумилев послал опровержение в журнал «Вопросы философии», но его не напечатали. События личной жизни Льва Николаевича Гумилева. Льву Николаевичу 58 лет. Съезд ВГО. Вывод. Гумилева из состава ученого совета ЛГУ. Разрыв Гумилева с Абросовым. 1971 год. События общественной и творческой жизни Льва Николаевича Гумилева.
Положительная рецензия на трактат «Этногенез и биосфера Земли» в журнале «Вопросы философии». Отрицательная рецензия академика Рыбакова на книгу Гумилева «Поиски вымышленного царства». Статья о преодолении самообмана в журнале «Вестник истории». Статья Гумилева «Этногенез. Природный процесс». Природа, 1971 год, номер 2. События личной жизни Льва Николаевича Гумилева. Льву Николаевичу 59 лет. Гумилеву разрешено читать курс для студентов географического факультета ЛГУ на основе пассионарной теории этногенеза. 1972 год. События российской и мировой истории. 26 мая. Подписание в Москве основ взаимоотношений между СССР и США, начало политики разрядки. События общественной и творческой жизни Льва Николаевича Гумилева. Статья «Может ли произведение изящной словесности быть историческим источником?» Ответ Гумилева Рыбакову. Русская литература, 1972 год, номер 1, в которой он показал, что академик Рыбаков, кроме 3 принципиальных ошибок, допустил и 42 фактических. События личной жизни Льва Николаевича Гумилева. Ему 60 лет. Открытие Гумилевым средневековых антисистем. Предположительное выступление в Новосибирске с докладом «Этническая история Тибета в первом тысячелетии нашей эры в связи с историей сопредельных стран». 1973 год. События общественной и творческой жизни Льва Николаевича Гумилева. Первые переводы книг Гумилева в Чехии. Объявени Земе Чазари. 1971 год. Хиедани Вимислене Ризе. Легенда о Ризе князя Яна. 1974 год. Польше. 1972 год. Италии и статей в Венгрии. События личной жизни Льва Николаевича Гумилева. Ему 61 год. Отказ Гумилева Кёстлеру на предложение соавторства. Рождение замысла книги «Древняя Русь и Великая Степь». Конец года. Посещение Гумилева монгольским академиком Ринченом. 1905-1977 годы. 1974 год. События российской и мировой истории. 12 сентября. Восстание в Эфиопии лишило власти императора Хайле Селасия I, ведшего свой род от царя Соломона и царицы Савской. Судьба императора Хайле Селасия во многих отношениях поражает сходством с судьбой императора Николая II. События общественной и творческой жизни Льва Николаевича Гумилева. Книга Гумилева «Хунны в Китае», тираж 5000 экземпляров. 23 мая. Защита Гумилевым диссертации «Этногенез и биосфера Земли» на соискание степени доктора географических наук в ЛГУ. Голосование 2 против, 21 за. Книга Бромлея «География и этнос» в издательстве «Наука». В нее академик включил, без ссылок на авторство, положение Гумилева об этносе, заимствованное из ранее опубликованной серии статей Гумилева «Ландшафт и этнос» и других. Попытки Гумилева возражать против плагиата привели к полному запрету его публикаций. События личной жизни Льва Николаевича Гумилева. Ему 62 года. Поездка в Польшу, Краков и другие города по приглашению солагерника Иржи Вронского. На лекциях Гумилева в ЛГУ стали появляться вольнослушатели. 2 доклада Гумилева в университете Тарту. Доклад «Монголы и меркиты в XII веке», напечатан в 1977 году. Переезд супругов Гумилевых в большую просторную комнату в коммунальной квартире с одним соседом в центре Ленинграда. Улица Большая Московская, 4. 1975 год.
События общественной и творческой жизни Льва Николаевича Гумилева. Полная реабилитация Льва Николаевича Гумилева по делу номер 1938. Книга Гумилева «Старобурятская живопись». Тираж 10 тысяч экземпляров. События личной жизни Льва Николаевича Гумилева. Ему 63 года. Трактат Гумилева «Этногенез и биосфера Земли» убран из плана издательства ЛГУ. Научные статьи Гумилева перестали принимать в журналы. На съезде ВГО в Тбилиси Гумилев не избран никуда. Появился пес Алтын. 1976 год. Из заключения комиссии отделения истории Академии наук СССР о работах Гумилева по историко-этнической проблематике. Дискуссии по этим вопросам уже не раз велись в научной печати, показав теоретическую несостоятельность изложенных выше взглядов Льва Николаевича Гумилева, практическую вредность их широкого распространения. В этом основная причина отказа публикации работ Льва Николаевича Гумилева. События личной жизни Льва Николаевича Гумилева. Ему 64 года. ВАК не утвердил присуждение Льву Гумилеву степени доктора географических наук за хорошее знание истории, но назначил членом докторского ученого совета по экономике и социальной географии. Печать трактата «Этногенез и биосфера Земли» отвергнута по анонимной рецензии сотрудника Института этнографии Академии наук СССР. 1977 год. События российской и мировой истории. 7 октября. Принятие в СССР Конституции так называемого развитого социализма. События общественной и творческой жизни Гумилева. Академик Брамлей заявил, что спорить с Гумилевым невозможно, так как он скачет по всемирной истории народов, как у себя дома, за ним не угнаться. Спор был прекращен, но последовали организационные выводы. События личной жизни Льва Николаевича Гумилева. Ему 65 лет. Работа Гумилева «Феномен этноса», 1977 год, после отрицательных отзывов из Академии наук СССР и ООН при ЦК КПСС, исключена из плана издательства ЛГУ. Трактат «Этногенез и биосфера Земли» исключен из плана издательства «Наука». 1978 год. События общественной и творческой жизни Гумилева. После проверки соответствия взглядов Гумилева марксистской идеологии, его трактат «Этногенез и биосфера Земли» получил положительный отзыв сотрудников Института философии РАН СССР Бородая и Гулыги. События личной жизни Льва Николаевича Гумилева. Ему 66 лет. Предположительно, присутствие на Всесоюзной конференции в Обнинске с докладом «Содержание и значение категории этноса». 1979 год. События российской и мировой истории. 12 декабря. На заседании Политбюро ЦК КПСС принято решение о вводе войск в Афганистан. События общественной и творческой жизни Гумилева. 17 октября. Конференция памяти Анны Андреевны Ахматовой. Гумилев. Писать стихи очень трудно. Я помню, как моя мама ходила от всего отрешенная, вечно погруженная в свои мысли. И сейчас мне ясно. Мозг ее всегда был занят работой, огромной творческой работой, созданием стихов. Начало так называемой академтравли. События личной жизни Гумилева. Ему 67 лет. Чтобы читатели могли знакомиться с рукописью трактата, Гумилев был вынужден ее депонировать. 2-25 октября. Гумилев депонирует трактат в Виннити. 1980 год. События российской и мировой истории. 21 сентября. 600 лет Куликовской битвы.
События общественной и творческой жизни Гумилева. Статья Гумилева «Эхо Куликовской битвы» в журнале «Огонек». Выпады писателя Чевелихина в романе-эссе «Память» против Гумилева. Обвинения в русофобии и пантюркизме. События личной жизни Льва Николаевича Гумилева. Ему 68 лет. Ответы Гумилева о том, что татаро-монгольское иго – позднейшая легенда, не публикуют нигде. 1981 год. События российской и мировой истории. 18 декабря. Совершил первый полет советский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160. События общественной и творческой жизни Гумилева. Неоднозначная статья Бородая, 1934-2006 год, «Этнические контакты и окружающая среда» на трактат Льва Гумилева «Этногенез и биосфера Земли», значительно его упростившая и исказившая его суть. События личной жизни Льва Николаевича Гумилева. Ему 69 лет. Разрыв с Бородаем. Работа Гумилева «Народоведение», 1981 год. После отрицательных отзывов из АН СССР и ООН при ЦК КПСС была исключена из плана издательства «Наука». 1982 год. События российской и мировой истории. 24 мая. Принятие продовольственной программы. События общественной и творческой жизни Гумилева. Разгромная рецензия-ответ академиков-этнографов Кедрова, Григулевича, Крывелева по поводу статьи Бородая «Этнические контакты и окружающая среда». Положение теории этногенеза Гумилева советские ученые отнесли к числу буржуазных теорий, географический детерминизм, геополитика, и даже квалифицировали как национализм и расизм. По логике оппонентов, отрицание Гумилевым социальной природы этноса, игнорирование существующей в СССР исторической типологии этнических общностей и ее связи с общественно-экономическими формированиями приведет к игнорированию социально-формационного развития всего общества. События личной жизни Льва Николаевича Гумилева. Ему 70 лет. 1 октября. Юбилей Гумилева никак не отмечен руководством ЛГУ. Ему рекомендовано прекратить чтение лекций в обществе знания. Прекращена высылка трактата «Этногенез и биосфера Земли» из Виннити заказчиком. 1983 год. События российской и мировой истории. 23 марта. СОИ. Президент США Рональд Рейган выдвинул предложение разработать технологию перехвата ракет противника, так называемые «звездные войны». События общественной и творческой жизни Льва Николаевича Гумилева. Книга директора Института этнографии академика Бромлея «Очерки теории этноса» без ссылок на приоритеты авторства Льва Николаевича Гумилева. Отказ Льву Гумилеву в любых публикациях без объяснения причин. События личной жизни Льва Николаевича Гумилева. Ему 71 год. Осень. Лекции Гумилева по народоведению для студентов на географическом факультете отменены. Курс прочел ученик Гумилева Иванов. 1984 год. События российской и мировой истории. 9 февраля. Смерть генерального секретаря ЦК КПСС Андропова. События общественной и творческой жизни Гумилева. 9 июня. Смерть оппонента Гумилева Чевелихина. События личной жизни Гумилева. Ему 72 года. НИГАИ. Переизбрание Гумилева на должность отменено. Июль. У Гумилева болезнь сердца. 1985 год. События российской и мировой истории. 19-21 ноября. Встреча Михаила Сергеевича Горбачева и президента США Рональда Рейгана в Женеве. Восстановление советско-американского политического диалога.
События общественной и творческой жизни Гумилева. Начало публикаций в СССР поэзии Николая Степановича Гумилева, исследовательских, публицистических и критических статей о его жизни и творчестве. 8 ноября. Защита учеником Ивановым кандидатской диссертации на тему «Эколого-географическое исследование сельскохозяйственного населения нечерноземной зоны РСФСР». События личной жизни Льва Николаевича Гумилева. Ему 73 года. 24 марта. Гумилеву разрешено вести семинар для студентов ЛГУ. 29 июня. Гумилев вышел на пенсию с должности ведущего научного сотрудника с сохранением должности консультанта. 1 октября. Гумилев восстановлен в должности старшего научного сотрудника с разрешением чтения лекций. 24 октября. Снова отменены лекции и семинар Льва Николаевича Гумилева. 1986 год. События российской и мировой истории. Март 1985, январь 1987 года. В СССР первый этап перестройки. Антиалкогольная кампания. 26 апреля. Авария на Чернобыльской АЭС. Декабрь. Беспорядки в Казахстане. События общественной и творческой жизни Гумилева. 15 апреля. Столетний юбилей Гумилева. Первая в СССР статья о Гумилеве, очерк Владимира Карпова, журнал «Огонек». 29 мая. Кончина митрополита Ленинградского и Новгородского Антония Мельникова. События личной жизни Гумилева. Ему 74 года. Отдельные лекции Гумилева в Институте земного магнетизма, финансово-экономическом, в МИДе, Москва и других. Восстановлены занятия на географическом факультете. Гумилев ведет семинар, лекции читает Иванов. 16 сентября. Написан автонекролог. 1987 год. События российской и мировой истории. Январь-июнь. В СССР второй этап перестройки. Политика гласности. Август. Начало Карабахского конфликта. События общественной и творческой жизни Гумилева. 16 января. Гумилев на вечере памяти поэта Николая Степановича Гумилева в Бине. 18 мая. Сообщение секретаря Ленинградского обкома КПСС по идеологии Денисова о том, что отдел науки ЦК перевел Гумилева на общее состояние граждан СССР. 30 июня. Письмо в ревизионную комиссию ЦК КПСС на имя заведующего общим отделом ЦК КПСС Лукьянова. Публикации моих работ за последние 10 лет блокируются. 27 августа. Имя поэта Николая Гумилева, Гумильев, было присвоено астероиду под номером 4556, открытому советским астрономом Карачкиной. 6 ноября. ЦК КПСС снял опалу с публикацией работ Льва Николаевича Гумилева. События личной жизни Льва Николаевича Гумилева. Ему 75 лет. 20 апреля. Лекция Гумилева в ГО о том, что татарское иго – антирусская пропаганда. 15 мая. Лекция Гумилева в Доме ученых. Гумилев – активный член нескольких православных двадцаток, обратившихся к властям с просьбой о восстановлении литургической жизни в Казанском соборе, соборе Владимирской иконы Божией Матери, церкви ЛГУ и других. С 6 августа выход Гумилева на пенсию задержан. Осень. Цикл лекций Льва Николаевича о славяно-русском этногенезе в лектории Общества знания. 1988 год. События российской и мировой истории. 3 июня. В Литовской СССР создан Союдис. 15 июля. Празднование тысячелетия крещения Руси. Июнь-сентябрь. Поющая революция в Таллине. 9 октября. В Латвийской ССР создан Народный фронт.
События общественной и творческой жизни Льва Николаевича Гумилева. 1 февраля. Доклад Гумилева «Выбор веры» Санкт-Петербургской духовной академии по поводу тысячелетия крещения Руси. С 14 сентября. Запись цикла лекций Гумилева по народоведению в телепрограмме «Зеркало» на Ленинградском телевидении. 23 июня. Столетний юбилей Анны Андреевны Ахматовой. 2 июля. Смерть научного оппонента Льва Гумилева, члена-корреспондента Академии наук СССР Григулевича. Первая публикация в СССР трактата «Этногенез и биосфера Земли» на английском языке в издательстве «Прогресс». События личной жизни Льва Николаевича Гумилева. Ему 76 лет. 8 апреля. Отселение семьи соседей Гумилева из коммунальной квартиры. Впервые в жизни Гумилев стал жить вместе с супругой в собственной квартире из 2 комнат, без соседей. 1989 год. События российской и мировой истории. 15 февраля. Из Афганистана полностью выведены советские войска. Июнь-декабрь. Третий заключительный этап перестройки. Резкая дестабилизация политической обстановки в СССР. Так называемое новое мышление на международной арене свелось к односторонним уступкам Западу. События общественной и творческой жизни Льва Николаевича Гумилева. 17 мая. Книга Гумилева «Этногенез и биосфера Земли». Тираж 50 тысяч экземпляров. К столетию со дня рождения Ахматовой в доме Гумилевых в Слепнево в помещении сельской библиотеки открыта музейная экспозиция. Август. Решение Ленгорисполкома о передаче Ленинградской епархии после 60-летнего отчуждения и запустения собора Владимирской иконы Божией Матери. События личной жизни Гумилева. Ему 77 лет. 1 октября. Гумилев начал статью «Заметки последнего евразийца». Статьи Гумилева «Выбор веры», «Помни о Вавилоне» и «Черная легенда». Интервью «Всем нам завещана Россия». Декабрь. Дом номер 4 по улице Большая Московская признан аварийным. 1990 год. События российской и мировой истории. 7 февраля. ЦК КПСС проголосовал за отмену 6 статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС. В СССР отменена монополия коммунистов на политическую власть. 16 мая, 12 июня. Съезд народных депутатов РСФСР. Декларация о государственном суверенитете России. 3 октября. Объединение Германии. События общественной и творческой жизни Гумилева. Выход книги «География этноса» в исторический период. Москва-Ленинград. Наука. Тираж 30 тысяч экземпляров. Книга «Закон Божий для детей» с предисловием Льва Николаевича Гумилева. Май. Защита кандидатской диссертации учеником Гумилева Ермолаевым. 4 июня. Смерть научного оппонента Гумилева академика Бромлея. 16 июля. Лекция Гумилева в Верховном Совете СССР. Книга Гумилева «Древняя Русь и Великая Степь». Тираж 50 тысяч экземпляров. Осень. Выступление Гумилева, последнее, с лекцией об этнической истории России в Таврическом дворце. События личной жизни Льва Николаевича Гумилева. Ему 78 лет. ЛГУ присудил Гумилеву первую премию за книгу «Этногенез и биосфера Земли». 15 мая. Комиссия секции синергетики ВГО представила Гумилева в академике РАН СССР. Июнь. Переезд семьи Гумилевых на новую квартиру. Коломенская улица, 1/4. 19 августа. Инсульт Гумилева в своей квартире в Москве. ЛГУ присудил Гумилеву премию за книгу «Древняя Русь и Великая Степь». 7 декабря. Гумилев забаллотирован при выдвижении в академике на президиуме РАН СССР.
1991 год. События российской и мировой истории. 17 января. Война в Персидском заливе. 1 июля. Расторжение Варшавского договора. Прага. 18-21 августа. Провал так называемого августовского путча. Попытки насильственного отстранения Михаила Сергеевича Горбачева с поста президента СССР, смены проводимого им курса. Парад суверенитетов. 23 августа. КГБ СССР упразднен. 6 сентября. Городу возвращено его название Санкт-Петербург. 8 декабря. Ратификация Беловежского соглашения. 12 декабря. Создание СНГ. 26 декабря. СССР прекратил свое существование. События общественной и творческой жизни Льва Николаевича Гумилева. Многочисленные интервью Гумилева по евразийской тематике. Меня называют евразийцем. Скажу вам по секрету, что если Россия будет спасена, то только как евразийская держава и другие. 30 сентября. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РСФСР рассмотрела протест генерального прокурора СССР Трубина на постановление Президиума Петроградской губернской чрезвычайной комиссии от 24 августа 1921 года о приговоре Николая Степановича Гумилева к расстрелу и вынесла решение. Постановление Президиума Петроградской губчака от 24 августа 1921 года в отношении Гумилева Николая Степановича отменить и дело прекратить за отсутствием состава преступления. Начато издание первого собрания сочинений Николая Степановича Гумилева в СССР. События личной жизни Льва Николаевича Гумилева. Ему 79 лет. Лето. Гумилев 2 месяца на даче в поселке Солнечное под Санкт-Петербургом. Сентябрь. Гумилев избран академиком РАЕН. Видеозапись цикла лекций о русской истории. Начало болезни. Гумилев внес свои поправки в сценарий художественного фильма «Урга. Территория любви» режиссера Никиты Сергеевича Михалкова. 1992 год. События российской и мировой истории. 2 января. Начало экономической реформы на постсоветском пространстве. Начало либерализации цен, так называемая шоковая терапия министра экономики и финансов РСФСР Егора Тимуровича Гайдара. 24 января, 21 декабря 1993 года. Министерство безопасности Российской Федерации. С 15 июня по 15 декабря Гайдар, 1956-2009 годы, исполняющий обязанности председателя правительства Российской Федерации. 30 ноября. Постановление Конституционного суда Российской Федерации. Идеи диктатуры пролетариата, красного террора, насильственного устранения эксплуататорских классов, так называемых врагов народа и советской власти, привели к массовому геноциду населения страны 20-х-50-х годов, разрушению социальной структуры, гражданского общества, чудовищному разжиганию социальной розни, гибели десятков миллионов безвинных людей. События общественной и творческой жизни Льва Николаевича Гумилева. Книга Гумилева «От Руси к России», май, сигнальный экземпляр. Трансляция цикла передач по книге Льва Гумилева «Древняя Русь и Великая Степь» на Ленинградском радио. Выпускающий редактор Стеклянникова. 20 июня. Гражданская панихида в здании Русского географического общества. По благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна Снычева 1927-1995 годы, отпевание в храме Воскресения Христова на обводном канале. Похороны Льва Николаевича Гумилева на Никольском кладбище Александра Невской лавры около храма Святого Николая. Июнь. Именем Гумилева названа Малая планета. Июль.
Образован фонд Льва Николаевича Гумилева, президент академик РАН Панченко, 1937-2002 годы. Его заместитель президент Русского географического общества профессор Лавров, 1928-2000 годы. Председатель правления Ермолаев. 18 декабря. Убийство ученика Гумилева, кандидата геологических наук Иванова, 1953-1992 годы. События личной жизни Льва Николаевича Гумилева. 80 лет. 7 апреля госпитализация Гумилева в больницу Академии наук СССР. 18 мая. Лев Гумилев выписан из больницы. 19 мая. Боли возобновились, поднялась температура, срочно госпитализирован. 23 мая. Операция по удалению камня из желчного пузыря. 31 мая. Повторная операция, реанимация, искусственная кома, аппарат искусственной вентиляции легких. 14 июня – Троица. 15 июня, около 23 часов, кончина Льва Николаевича Гумилева. 1 сентября. В 16 часов в Кишиневе умер Орест Николаевич Высоцкий. Октябрь. Лев Николаевич Гумилев, посмертно, награжден высшей наградой Академии наук Азербайджана, алмазной звездой просветителя Гаджи Зайналабаддина Тагиева. 13 декабря. Фонд Андрея Первозванного наградил Льва Николаевича Гумилева, посмертно, международной премией и орденом. 1993 год. События российской и мировой истории. 21 сентября. Указ Бориса Николаевича Ельцина о поэтапной конституционной реформе и распуске Верховного Совета Российской Федерации. 3-4 октября. Столкновение между американским спецназом и сомалийскими боевиками в Могадишо. 4 октября. Расстрел российского парламента. События общественной и творческой жизни Гумилева. Начало работы членов фонда Льва Николаевича Гумилева. Н.В. Гумилева, Лавров, Ермолаев, Мичурин и другие. Над изданием серии книг Льва Николаевича в издательстве «Экопрос». Прогресс. Директор Като Гощин, 1945-1995 годы. От Руси до России. Этносфера, история людей и история природы. Ритмы Евразии, черная легенда. 1 октября. Первые гумилевские чтения в Петровском зале СПбГУ. События личной жизни Гумилева. 1 октября. Установлен каменный крест на могиле Льва Николаевича Гумилева на Никольском кладбище Александра Невской лавры. 1994 год. События российской и мировой истории. 1 сентября. Вывод советских войск из Германии. 11 декабря. Начало Первой Чеченской войны. События общественной и творческой жизни Гумилева. С октября 1993 по март 1995 года трансляция по российскому телевидению цикла из 30 передач «Этносы Земли», автор сценария Новикова, реконструированных из частично сохраненных архивных видеозаписей лекций Льва Николаевича Гумилева. 1995 год. События российской и мировой истории. 20 марта. Атака религиозной секты в метро Токио. 19 апреля. Теракт в Оклахома-Сити. События общественной и творческой жизни Гумилева. 20 августа. Празднуется 150-летний юбилей Русского географического общества, выступление митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна с теплыми словами о Льве Николаевиче Гумилеве. События личной жизни Гумилева. Лев Николаевич Гумилев посмертно удостоен премии Вехи Государственной Думы Российской Федерации за книгу «От Руси к России». Книга рекомендована в качестве учебника для средней школы. 1996 год. События общественной и творческой жизни Льва Николаевича Гумилева. В столице Казахстана, город Астана,
начал свою работу Евразийский национальный университет имени Гумилева. 1997 год. События российской и мировой истории. Книга американского политика атлантиста Бжезинского «Великая шахматная доска». Евразийству был придан академический лоск, много и часто цитируемым Львом Гумилевым, который в своих трудах подвел мощную базу под утверждение, что Евразия является естественным географическим окружением для особого русского этноса, следствием исторического симбиоза русского и нерусских народов, обитателей степей, который в результате привел к возникновению уникальной евразийской культурной и духовной самобытности. Гумилев предупреждал, что адаптация к Западу грозит русскому народу потерей своих этноса и души. События общественной и творческой жизни Гумилева. 1 октября. По инициативе представительства Республики Татарстан в Санкт-Петербурге установлена мемориальная доска на доме номер 1/15, улица Коломенская, где с 1990 по 1992 год жил ученый. Мемориальные доски открыты в городе Бежецке, на доме, в котором Гумилев жил с 1917 по 1929 год, и на школе, в которой он учился. 1998 год. События российской и мировой истории. 6 мая. Начало военного конфликта между Эфиопией и Эритреей. События общественной и творческой жизни Льва Николаевича Гумилева. 23 марта. Под девизом «Служить безнадежному делу» в сети интернет на подвижнических началах начал работу сайт Гумилевица, http://гумилевица.кулички.нет. 1999 год. События российской и мировой истории. 30 сентября, 15 апреля 2009 года. Контртеррористическая операция на территории Чечни и приграничных регионов Северного Кавказа. События общественной и творческой жизни Льва Николаевича Гумилева. 4 апреля. Сайт Гумилевица посетил 20-тысячный посетитель. Им оказался житель России. 2000 год. События российской и мировой истории. 7 мая. Президентом Российской Федерации избран Владимир Владимирович Путин. Май-июнь. Войска Эфиопии вытеснили эритрейцев со спорных территорий. 20 августа. К лику святых новомучеников и исповедников РПЦ была причислена семья Николая II. 11 сентября. Террористическая атака на здание Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и Пентагон. 10 октября. В Астане главами 5 государств подписан договор об учреждении Евразийского экономического сообщества Евразэс. События общественной и творческой жизни Льва Николаевича Гумилева. В издательстве «Арис Пресс» начато издание полного собрания сочинений Льва Николаевича Гумилева. 12 августа. Альпинисты экспедиции «Россия-Евразия-2002» во главе с Туркевичем совершили восхождение в Кош-Агачском районе Республики Алтай в передовом хребте горного узла Бишиирду. В честь юбилея Гумилева назвали безымянную вершину пик 90-летия Гумилева. 10 октября. Путин, президент России, выступление в университете имени Льва Николаевича Гумилева, город Астана, Казахстан. Льва Николаевича Гумилева многие называют великим евразийцем нашего времени. Он и историк, и этнограф, поэт, человек энциклопедических знаний. Лев Николаевич обо всем судил по высокому счету истории. Его научные труды стали ярким вкладом не только в развитие исторической мысли, но и в утверждение идей вековой общности, взаимосвязанности народов, населяющих огромное пространство Евразии. Инструктивный заряд, который несут в себе евразийские идеи, особенно важен сегодня, когда мы выстраиваем подлинно равноправное отношение между странами Содружества независимых государств.
События личной жизни Льва Николаевича Гумилева. 3 октября. Торжественная акция внесения в листы памяти Золотой книги Санкт-Петербурга имен Анны Ахматовой, Николая и Льва Гумилевых. Н.В. Гумилева подарила квартиру Льва Николаевича властям Петербурга для создания в ней мемориального научного центра. 8 октября. Один из проектов сайта Гумилевица сформировался в научное электронное периодическое издание сетевой журнал «Евразийский вестник», главный редактор Шишкин. http://gumilevitsa.kulichki.net/e-журнал.html 2002 год. События российской и мировой истории. 9 июля. Эфиопия, член-учредитель Организации Африканский Союз. События общественной и творческой жизни Гумилева. 1 октября. Открытие музея-кабинета Гумилева в Евразийском национальном университете имени Гумилева. События личной жизни Льва Николаевича Гумилева. Начало работы в интернете проекта «Теория антисистем. Источники и документы». http://antisys.narod.ru 2003 год. События российской и мировой истории. 20 марта. Вторжение в Ирак войск международной коалиции во главе с США. События общественной и творческой жизни Льва Николаевича Гумилева. В городе Бежецке Тверской области установлен памятник Ахматовой, Николаю и Льву Гумилевым. 2004 год. События российской и мировой истории. 1 сентября. Боевики захватили школу в Беслане, Северная Осетия. 22 ноября. Оранжевая революция в Украине. События личной жизни Льва Николаевича Гумилева. 4 сентября. Кончина Гумилевой, 1920-2004 годы. Москва. После отпевания в Москве в храме Влахернской Божией Матери в Кузьминках урна с прахом захоронена рядом с мужем. 2005 год. События российской и мировой истории. 24 марта. Тюльпановая революция в Киргизии. 24-30 августа. Празднование тысячелетия Казани. События общественной и творческой жизни Льва Николаевича Гумилева. В дни празднования юбилея тысячелетия Казани в центре города на улице Петербургской установлен памятник Льву Гумилеву с надписью на постаменте: «Я русский человек, всю жизнь защищал татар от клеветы». События личной жизни Льва Николаевича Гумилева. Ассоциация книгоиздателей России присудила диплом за лучшую серию книг 2005 года собранию сочинений Льва Николаевича Гумилева, издательство Айрис Пресс. 2007 год. События российской и мировой истории. 1 января. Болгария и Румыния вошли в Европейский Союз. События общественной и творческой жизни Льва Николаевича Гумилева. 19 апреля. Открытая лекция митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла на тему «Церковь и современный мир». Владыка был лично знаком с Гумилевым и отметил, что известный историк и мыслитель Гумилев проследил невероятно важную закономерность. В тот момент, когда люди перестают быть способными на подвиг, возникает стагнация цивилизации, появляется опасность ее распада. Митрополит возразил тем, кто заявляет, что ценностей, ради которых можно отдать жизнь, не существует. Весь опыт предыдущих поколений, исторический опыт России и всего мира свидетельствует о том, что такие ценности есть. События личной жизни Льва Николаевича Гумилева. 15 июня. 15 лет со дня кончины Льва Николаевича Гумилева. При попечительстве правительства Республики Татарстан проведена реставрация захоронения супругов Гумилевых. На могиле Н.В. Гумилевой был установлен памятник. Книга лекций Льва Николаевича Гумилева «Струна истории», прочитанных им в ЛГУ в 1977 году, издательство Айрис Пресс, Москва, подготовка текста, комментарии Новиковой. 2010 год. События российской и мировой истории. Декабрь.
Создание Таможенного союза России, Казахстана и Белоруссии. 2011 год. События российской и мировой истории. Октябрь. Подписан договор о начале создания Евразийского союза. 2012 год. Столетие со дня рождения Льва Николаевича Гумилева. Конец книги. Июнь 2016 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читал Михаил Росляков.